коллеги, рада приветствовать вас всех. Спасибо, что пришли к нам. Мы очень всегда радуемся, когда видим вас всех здесь. И сегодня у нас очередной рабочий день, ну и праздник. Да? У нас сегодня международная конференция «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии». Посвящена эта конференция 90-летию образования Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова. И сегодня эта конференция необычная, для нас, по крайней мере, необычный формат. Да? Мы здесь заполучили себе гостей из другой страны, это из Беларуси, к нам приехали гости издалека, чему мы тоже очень рады и благодарны. Но давайте начнем, у нас регламент очень строгий, прошу придерживаться всех докладчиков. Ну а сейчас, наверное, давайте президиум, да, сначала посадим наш президиум. У нас сегодня в зале проректор, кандидат технических наук, доцент Урмакшинова Елена Раниславовна. Пожалуйста, в президиум пройдите. У нас сегодня наш директор, кандидат медицинских наук, доцент Занданов Александр Октябрьевич. Также в президиум приглашается Спасова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора наш, кандидат медицинских наук, доцент. Гамбоева Наталья Батовна, кандидат медицинских наук, доцент нашей кафедры. Жданова Лариса Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент тоже нашей кафедры. Ну и начнем мы сегодня с самого приятного. Это с подарков для наших гостей. Прошу вот в таком формате разрешить нам начать, да? Елена Раниславовна, вы подойдете, да, сами тогда, а мы вам поможем. Уважаемые гости, уважаемые участники конференции, разрешите всех поздравить с этим знаменательным событием, приветствовать в зале. Мы очень рады, что конференция, посвященная вопросам акушерства, гинекологии и педиатрии, проводится в стенах этого прекрасного зала, в стенах Бурятского государственного университета. Мы очень рады, что конференция проводится в год юбилейный, когда нашему университету исполняется 90 лет. Это очень большая цифра и значимая. В год 90-летия университета мы пришли с очень хорошими итогами. Во-первых, у нас медицинский институт развивается и показывает блестящие результаты. Все инициативы медицинского института поддерживаются. И вот эта конференция, конечно же, тоже состоялась благодаря инициативе преподавателей и руководства медицинского института и благодаря совместной инициативе с Министерством здравоохранения Республики Бурятия. И таких инициатив было очень много. И хочу вам сказать, что с 1 октября у нас в Республике Бурятия, опять-таки при слаженной работе БГУ и Минздрава РБ, открывается целевой медрабфак. То есть мы будем поддерживать тех ребят, которые в этом году не смогли поступить на специальность лечебное дело. Мы их поддерживаем, даем возможность подтянуть свои знания по химии, биологии, русскому языку, иностранному языку. И в следующем году, в 23-м, поступить в мединститут, но не просто на обычное место, а на целевое место, для того, чтобы после окончания института ребята остались работать врачами в нашей Республике Бурятия. И в год 90-летия наш университет выступает участником большой федеральной программы, которая называется «Приоритет 2030». Эта программа посвящена, отдельный трек создается, в котором примут участие вузы Дальневосточного федерального округа. И наш университет в составе консорциума вузов Республики Бурятия, это Институт культуры, это Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, это Восточно-Сибирский технический университет. Вот 4 вуза подают заявку, заявляемый проект, который называется «Байкал Биофарм». Это уникальный проект, в котором мы нацелены на продвижение разных технологий, но в том числе на продвижение технологий
современных здравостроительства. Что такое здравостроительство? Это тех технологий, которые посвящены поддержке здоровья человека. Инициатив у нас много, планов у нас много. Мы очень хотим победить в этом проекте, потому что победа в проекте «Приоритет 2030» дает возможность в городе Улан-Удэ построить кампус мирового уровня, в котором будут учиться студенты не только Республики Бурятия, а студенты всей нашей страны. Наша задача — создать интересные, уникальные программы. И я еще раз хочу приветствовать всех участников конференции в стенах нашего университета. Я очень рада, что сегодня очень много студентов университета. Я очень рада, что есть гости у нас с Беларуси, с Монголии, с Забайкальского края. Я хочу пожелать всем участникам плодотворной работы. Пусть в этом зале произойдет обмен лучшими практиками, пусть произойдет обмен опытом. И все это будет направлено на то, чтобы наши студенты медицинского института получили самые лучшие знания, для того, чтобы преподаватели тоже обновили свои знания и стали лучше, для того, чтобы все практики, врачи-практики также повлияли на то, чтобы у нас медицинское обслуживание, чтобы у нас медицинское образование было лучшим в стране. Я еще раз всех поздравляю, желаю всем здоровья, успехов и плодотворной работы. Спасибо. Мне выпала честь, которую я с большим удовольствием выполняю. Я хочу вручить благодарственное письмо Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Бурятский государственный университет имени Таржи Банзарова. Благодарственное письмо, в котором мы благодарим Республиканский научно-практический центр медицинских технологий и информатизации управления экономики здравоохранения в лице директора центра, кандидата медицинских наук, доцента Рузанова Дмитрия Юрьевича, кандидата медицинских наук, доцента Терехович Татьяны Ивановны и кандидата медицинских наук, доцента Салтан Марины Михайловны за активное участие в международной научной практической конференции «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии». Спасибо за то, что вы нас приняли. Мы еще выступим докладом. Информация будет вам интересна. Спасибо большое. Будьте добры. Спасибо вам огромное. Бурятский государственный университет благодарит Белорусский государственный медицинский университет в лице ректора, доктора медицинских наук, профессора Рудниковича Сергея Петровича, заведующего кафедрой общей врачебной практики, кандидата медицинских наук, доцента Сушинского Вадима Эдуардовича, кандидата медицинских наук, доцента Тесловой Оксаны Александровны за активное участие в конференции. Бурятский государственный университет благодарит государственное учреждение Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии в лице директора центра доктора медицинских наук, профессора-академика Рума Олега Олеговича, кандидата медицинских наук, доцента Гвоздь Николая Герасимовича за активное участие в конференции. Бурятский государственный университет благодарит Белорусскую медицинскую академию последипломного образования в лице ректора, кандидата медицинских наук, доцента Чуканова Алексея Николаевича, также кандидата медицинских наук, доцента Романовой Анны Петровны.
Еще раз благодарю всех участников, гостей. Желаю всем продуктивной работы. Добрый путь к конференции. Уважаемые коллеги, итак, начнем. Первый доклад. Приглашается докладчик Александр Октябрьевич Занданов, директор медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент. Александр Октябрьевич, регламент. Два микрофона, да? Но, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, дорогие наши гости, разрешите вас поприветствовать на нашей международной конференции научно-практической, которая посвящена 90-летию Бурятского госуниверситета, 23-летию нашего медицинского института. Нам не так много, четверть века скоро будем праздновать. Вот, я хотел бы донести до вас небольшую информацию о нашем медицинском институте, вот, имея в виду и дальнейшее, может быть, и все получится, сотрудничество с Республикой Беларусь в постдипломном образовании и с обмена студентами, которые у нас можем обменяться и с вашими студентами, вопросами ординатуры, аспирантуры, ну и ряд других направлений. Вам большое огромное спасибо, что нашли время приехать. Это все-таки далеко Сибирь, далеко Бурятия. Но это, я думаю, что для вас это будет хорошей, плодотворной поездкой, я считаю. Ну что, наш медицинский институт, ему 23 года всего-навсего, создался в мае 1999 года. Следующий, пожалуйста. Уже вкратце Елена Станиславовна сказала, но я более подробно, чтобы аудитория знала. Сегодня по специальности лечебное дело обучается 783 студента. Эта цифра из года в год, в принципе, она растет. По специальности фармации 93, но здесь уменьшилось в связи с тем, что не перестали мы обучать заочно данных специалистов. Всего обучается 876 студентов. Из них по целевому набору, это в основном Минздрав Республики Бурятия, 231 студент. 98 ординаторов и 30 аспирантов. Следующий. Мы увеличили контрольные цифры приема в мединститут 100, 125 и сегодня 135. Лечебное дело, но примерно фармация осталась на прежнем уровне, в пределах 20 мест. Следующее. Сегодня покажу, сегодня сколько же на первом курсе. У нас уже обучается 214 студентов. Если мы раньше до 2019 года набирали 140-150, сегодня мы перешли рубеж в 200 студентов. Следующий. Это наше количество выпускников, но это свидетельствует о том, что не все, к сожалению, доходят до финиша. И, к сожалению, вот цифры тоже говорят о том, что подготовка наших абитуриентов, школьников все-таки не на самом высоком уровне. Всего за 21 выпуск выпущено почти 1500 врачей. Это только лечебников. Дальше. Ну, как конечный результат нашего трудоустройства. В основном, конечно, ребята работают в медорганизациях и республики, и других регионах Российской Федерации, учатся в ординатуру нашего Бурятского госуниверситета или других вузов Российской Федерации. Очень много поступает и в московские вузы, и санкт-петербургские вузы, и Новосибирск, Красноярск. В принципе, сегодня выпускник Бурятского госуниверситета, он конкурентно способен, он проходит тестирование, собеседование, экзамен и поступает в ординатуру. Но многие ординатуры, как мы знаем, сегодня они целевые. Следующий. Ну, здесь фармация. Здесь выпускается поменьше стало, потому что 19-20 это последние были заочники, которые сегодня это в пределах 19-22.
принципе, специальность тоже востребована как в республике, так и в других регионах Российской Федерации. Всего было выпущено 391 специалист. Следующий. Ну, конечно, подготовка кадров высшей квалификации. Это 9 специальностей, по которым проходят сегодня ординатуру наши выпускники других вузов Российской Федерации. В основном это Иркутск, Чита, другие, Красноярский край. Следующий. Это контрольные цифры приема, идут они с небольшим нарастанием. 22 год 42. Место было в ординатуре на эти 9 специальностей. Следующий. Выпускники. Вот мы нарастили к 22 году количество выпускников по ординатуре. По именно этим 9 специальностям. Всего за 17 выпусков подготовлено 379 ординаторов. То есть врачей, которые получили другую специальность. Следующий. Ну, это, конечно, у нас есть аспирантура, которая на сегодняшний день 31 успешно защитили кандидатские диссертации. То есть фактически на сегодняшний день мединститут имеет полную цепочку высшего медицинского образования. И это внутренняя болезнь, акушерство. К сожалению, одна у нас трудность – это отсутствие диссоветов в Бурятском госуниверситете. Поэтому в основном, конечно, защита проходит у нас в Бурятском научном центре или в других регионах и вузах Российской Федерации. Следующий. Но самое главное сегодня, о чем говорила проректор нашего Бурятского госуниверситета, это профориентационная работа. Мы на это обращаем очень достаточно пристальное внимание. У нас сегодня Дом образования детей, Дом научной коллаборации имени Хабаева с 2019 года работает на базе медицинского института. Прошли обучение более 150 школьников. И вот в региональном центре поддержки талантливых, одаренных детей Республики Бурятия Асторием прошли обучение более 50 школьников по медицинскому направлению. Это биология, химия, анатомия и так далее, которые на сегодняшний день все проводят преподаватели нашего медицинского института. Определенные программы есть, реализация которых проводится на базе Асториум. Это федеральная программа. Но ребята поступают и к нам, и поступают в другие медицинские вузы. Следующее. С 22 года институт приступил к работе по проекту Бурятского государственного университета. Да, это проект ректората нашего, сетевой университетский образовательный округ. По медицинскому направлению ведет сотрудничество с 12 школами Республики Бурятия. Подготовку проходит более 120 школьников. И второй проект в рамках сетевого дистанционно-образовательного кластера, это школы подготовили данный образовательный кластер, преподаватели медицины 22 года ведут медицинские классы в школах города и Республики Бурятия. 8 школ пока вошли, проводится более 90 школьников. То есть те ребята, которые хотят заняться медициной, поступить, пожалуйста, они могут войти в данные программы школы, и либо в наш университетский образовательный округ, либо сетевой дистанционно-образовательный кластер. И с 1 октября, вот есть такая, видимо, первая, так сказать, ласточка в Российской Федерации, 22 БГУ, по инициативе Министерства здравоохранения и ректората начинает работать медицинский рабочий факультет, медрафак. Вы, наверное, знаете, помните, те врачи, которые со стажем уже для целевого приема молодежи создано 50 бюджетных мест. Республика Бурятия, правительство финансирует с целью подготовки для поступления в высшие медицинские учебные заведения республики, а также Российской Федерации. Поэтому у нас много целевых мест и в Иркутске, и в Читу, и в Красноярске, и в Новосибирске. Вот будем готовить их по таким предметам, как биология, химия, русский язык, бурятский язык, первая помощь и цикл по младшему медицинскому персоналу. То есть они получают в конце учебы
Длиться будет эта учеба в течение 6 месяцев. Ребята будут работать в медицинских организациях и после работы приходить и заниматься данными предметами для поступления уже в высшее учебное заведение. Ну, конечно, желание, чтобы они поступили именно в Бурятский госуниверситет. Следующее. Но мы видим тенденцию, четкую тенденцию увеличения числа желающих обучаться в медицинских классах. У нас при приемной кампании 2022 года был один из самых высоких конкурсов на лечебное дело. Около 20 человек на место. Так что готовим, они участвуют у нас в конкурсах, поэтому мы готовы приехать и в Белоруссию, поучаствовать, подготовить абитуриентов, обучаться по специальности. Следующий. Но для врачей у нас Центр домообразования работает со 2 сентября 2019 года, имеет лицензию нашего Бурятского университета. Следующее. Ну, это аккредитованные программы, это география слушателей курса. Так что не только Республика Бурятия, но и ряд регионов Российской Федерации. Дальше. Ну, это вот то, что у нас изюминка есть, традиционная медицина, восточная медицина, мы ее преподаем. Китайский, тибетский языки, ну так, в начальной форме. Но на базе Центра Восточный Бурятский госуниверситет, мединститут создал научно-образовательный центр традиционной медицины. Рефлексотерапии, физиотерапии и мануальной терапии. Сегодня правительство ставит задачу оздоровления населения Республики Бурятия методами восточной медицины. Следующее. Ну и то, что надо на сегодняшний день после выпуска наших выпускников, студентов, это коррекционный симуляционный центр. Сегодня он в принципе оснащен по десяткам специальностей, могут проходить врачи, выпускники, ординаторы нашей аккредитации. Он находится на базе следующей. Так что на базе вот это количество, которые прошли аккредитацию, уже в течение последних лет более 100 с лишним человек и фармации, и лечебное дело. Как? Следующий. 104 ординатора, 59 врачей, которые прошли профессиональную переподготовку. То есть на базе мединститута есть центр, который выдает данные удостоверения об аккредитации не только ординаторов, но и врачей после профпереподготовки. Мы принимаем на аккредитацию не только наших Бурятского госуниверситета окончившие, но и из других вузов Российской Федерации. Следующий. Но то, что вот говорила Елена Александровна, я хотел бы сказать, что существует у нас с вами на кафедре фармации, существует лаборатория химии природных систем. Все, что наработано данной системой, данной лаборатории, мы выносим в этот проект 2030 Байкал Биофарм. Уже не только как научная разработка, но и как уже производство. Поэтому очень надеемся на вхождение данного Байкал Биофарм в проект Дальний Восток 2030 с дальнейшим финансированием. Следующий. Ну, это разработки, какие сегодня сегменты имеет потребительский рынок. Следующий. Здесь результаты, которые были опубликованы в международный журнал. Следующий. Это наш Байкал, малоинвестиционное предприятие, Байкальский центр биотехнологий, совместно с Диагрупп компанией. Мы уже создали искусственную кожу, сейчас работаем над другими направлениями биотехнологий. Следующий. Это регистрация данной искусственной кожи, уже имеет экспериментальные модели. Следующий. Но наши студенты, конечно, это победители научных конкурсов, программа «Умник», всероссийских различных саммитов, форумов. Мы их с удовольствием отправляем на различные конференции, олимпиады на всероссийском или международном уровне. Ну и практическая помощь, которая оказывается нашему здравоохранению,
Мы очень рады и всегда с интересом и с воодушевлением принимаем, если есть какие-то направления, которые требуется помощь практическому здравоохранению. Сегодня почти более 25% студентов у нас работают в медорганизациях города Улан-Удэ. Следующее. Это наше волонтерское движение, которое, в принципе, поддерживается и правительством, и руководством университета. Следующее. Они имеют определенные баллы. Но какие же перспективы? Конечно, это увеличение контингента наших студентов, которые обучаются на лечебном деле, фармации, ординаторов, аспирантов, как на бюджетной, так и на договорной основе. Лицензируя новые специальности, у нас на подготовке у нас специальности, 5 специальностей: фтизиатрия, психиатрия, инфекционные болезни, неонатология. Готовим лицензирование для ординатуры. Ну и сетевой образовательный округ, работа нашего медицинского медрабфака, она уже провели отбор 50 на 50 бюджетных мест. И последнее, это Елена Вячеславовна сказала, даст возможность, сказала вкратце, но даст нам возможность создания в Улан-Удэ строительства международного студенческого кампуса. Поэтому там тоже это объединение вузов нашей республики, но медицинское направление имеет наиболее приоритетное направление. Если все это на самом деле 2030 проект Байкал Биофарм будет принят, в дальнейшем будет международный студенческий кампус. Я думаю, что уровень тогда уже материально-технический, в целом уровень качества подготовки медицинских кадров в республике будет достаточно высокий. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Александр Октябрьевич. Далее у нас в программе следующий докладчик Тугаринова Ольга Анатольевна, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Проблемы и вызовы педиатрии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, разрешите поблагодарить за приглашение выступить на этой замечательной конференции. Ну и, во-вторых, поздравить коллег из Бурятского государственного университета с юбилейной датой. Дата очень солидная, красивая, но я думаю, много еще впереди, поэтому всяческих успехов и процветания. Ну а теперь непосредственно к теме своего доклада. Педиатрия сегодня, современные проблемы, вызовы, с чем сегодня сталкивается педиатрическая служба региона и, самое главное, извечный русский вопрос, что с этим делать. Ну, как мы все с вами знаем, одним из основных индикаторов состояния педиатрической помощи педиатрической службы является показатель младенческой смертности. Конечно же, организация медицинской помощи детям в различных регионах Российской Федерации имеет свои особенности, с чем связаны и различия в регионах по коэффициенту младенческой смертности. Некоторые регионы имеют высокие показатели, некоторые на уровне благополучных европейских стран. Но в последние годы в Российской Федерации наметилась устойчивая тенденция к снижению показателя младенческой смертности, в том числе и в нашем регионе. По итогам работы в 2021 году показатель младенческой смертности для нашего региона был историческим, он составлял 4,3 промилле, и, как мы все, наверное, с вами знаем, не так трудно достичь показателя, как его удержать. И, к сожалению, по итогам же 6 месяцев 2022 года мы входим в число регионов со значительным ростом младенческой смертности. Да, конечно, младенческая смертность – это интегративный показатель, который отражает не только состояние здоровья населения, качество оказания медицинской помощи, но и социальные и экономические условия.
В странах с относительно низкими показателями младенческой смертности создана и успешно функционирует трехуровневая система оказания перинатальной помощи. В нашей стране также произошла модернизация системы помощи детям и беременным женщинам и осуществлен переход на трехуровневую систему, основной задачей которой является направление женщин группы высокого риска в учреждение того уровня, который располагает возможностью для оказания им медицинской помощи. Но, несмотря на прекрасную работу наших гинекологов, мы в то же время видим, что на сегодня увеличивается возраст женщины при рождении первого ребенка. Растет число женщин с экстрагенитальной патологией, с акушерской патологией, соответственно, увеличивается число преждевременных родов, число недоношенных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В нозологической структуре младенческой смертности в Республике Бурятия на протяжении последних лет лидирующее положение занимают заболевания перинатального периода, врожденные пороки развития. В связи с этим внедрение расширенного пренатального скрининга, который мы ожидаем в 2023 году, является не только актуальным, но и необходимым мероприятием, которое позволит нам снизить не только риск рождения детей с врожденной патологией, но и начать лечение как можно раньше и минимизировать последствия. Одним из таких краеугольных камней вопросов сложных также является обеспечение детей с редкими заболеваниями. Но тесное взаимодействие с 2021 года с фондом «Круг добра», конечно, дает свои плоды, и вот уже за 8 месяцев 2022 года обеспечено 9 пациентов на общую сумму свыше 111 миллионов рублей. Но говоря сегодня о педиатрии, конечно, невозможно не остановиться на кадровом вопросе. Кадры решают все. Знаменитая фраза, которая, наверное, уже набила оскомину у всех медицинских работников, особенно у руководителей, но, тем не менее, не теряет своей актуальности. На сегодняшний день кадровая обеспеченность педиатрами по Республике Бурятия составляет 73,3%. Это с учетом всех совмещений. То есть сегодня мы можем смело заявить о том, что каждый педиатр работает с нагрузкой на 2 ставки. Особенно, конечно, это сказалось в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда нагрузка на систему здравоохранения выросла в разы, в том числе и на педиатрическую службу. Основой стратегии по наращиванию кадрового потенциала в республике сегодня является сохранение имеющегося состава и привлечение новых работников. К сожалению, педиатрия не входит в число таких привлекательных специальностей, как ультразвуковая диагностика и дерматовенерология, но тем не менее Министерством здравоохранения республики на сегодня проводится огромная работа по привлечению в отрасль молодых специалистов, в том числе и соседних регионов. Огромное внимание уделяется на сегодня студентам, проходящим обучение на целевой основе. В этом году определены беспрецедентные меры поддержки, выплата стипендий студентам, проходящим целевое обучение, заключение договоров с студентами 4-го курса, проходящими обучение на коммерческой основе. Функционирует программа «Земский доктор» с выплатой до 3 миллионов рублей по особо дефицитным специальностям. Помимо этого проводятся регулярные встречи с абитуриентами. Каждым руководителем медицинской организации лично курируются все студенты, находящиеся на целевом обучении. Но, безусловно, основной кузницей кадров для нашего региона является медицинский институт Бурятского государственного университета. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поблагодарить руководство и весь профессорско-преподавательский состав медицинского института за подготовку кадров для практического здравоохранения и всестороннюю помощь. Отдельно хотелось бы остановиться на системе наставничества. Учитывая психологические особенности сегодняшних выпускников, особо актуальным считается сопровождение молодых специалистов на рабочем месте. Сегодня во всех учреждениях республики внедрен институт наставничества. Каждому молодому специалисту прикрепляется конкретный сотрудник из числа опытных работников. Совместно разрабатывается план индивидуального развития. На сегодня, обладая большим багажом теоретических знаний, выпускник, конечно, уровень владения его практическими навыками все равно требует дальнейшего оттачивания и дальнейшей проработки и корректировки. Но, как мы выяснили, наибольшую затрудненность для сегодняшних выпускников представляют психологические особенности общения с коллегами, с пациентами, с родителями. Одним из залогов успеха является установление контакта с родителями для педиатра, конечно же. В усложненной педиатрической схеме врач, родитель, ребенок взаимодействие протекает по специфичным законам, имеет выраженные особенности и требует от специалиста совершенно особой компетенции. Формально пациентом, конечно, выступает ребенок, но фактически общение происходит со взрослым. И таким образом родитель принимает на себя 3 функции: родителя, ответственного взрослого и пациента. Особенность педиатра,
Компетенция педиатра заключается в способности быстрого считывания всех этих факторов одновременно. И важно, чтобы родитель при этом чувствовал себя полноценным партнером процесса. Не стоит забывать, что специфика нашей с вами работы зачастую состоит в том, что нам приходится работать в условиях строго ограниченного времени, когда необходимо не только провести обследование ребенка, правильно назначить лечение, квалифицированно оказать помощь, но и предоставить родителю информацию, которая наиболее точно отражает результаты. Для того, чтобы эта информация была услышана, она должна быть структурированной и содержать в себе элементы искреннего выражения объективных прогнозов, не только позитивных, но и своих опасений. На сегодняшний день также немалое внимание уделяется проблеме профессионального выгорания действующих сотрудников и адаптации молодых специалистов на рабочем месте. Проводятся различные психологические тренинги, создаются комнаты психологической разгрузки. Например, на базе нашего учреждения Детской республиканской клинической больницы на сегодня реализуется пилотный проект по ипотерапии совместно с клубом «Горцующий пони». Также большой раздел работы – это обучение персонала в формате непрерывного медицинского образования. Медицина – это та отрасль, где одинаково важна как теоретическая подготовка, так и практические навыки. Но опять же приведу пример с учреждения Детскую республиканскую клиническую больницу. В планах всех докторов-педиатров приемно-диагностического отделения обучить навыкам расшифровки ЭКГ, навыкам проведения эндоскопии, выполнения УЗИ с целью диагностики ургентных состояний. Что же касается среднего медицинского персонала, то здесь мы движемся по вектору внедрения формата универсальной медицинской сестры. Каждый средний медицинский работник должен обладать определенным перечнем базовых навыков и компетенций, уровень владения которыми должен быть доведен до автоматизма. Грубо говоря, мы не должны сегодня, например, при уходе в отпуск медсестры привычного кабинета, должна останавливаться работа детской поликлиники. В условиях острого дефицита врачебных кадров, который усугубился, конечно, в период пандемии новой коронавирусной инфекции, одним из путей решения сложившейся ситуации является перераспределение обязанностей. На сегодняшний день мы должны все больше задействовать медицинских сестер, средний медперсонал в мониторинге за состоянием детей до месяца, до года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете, с своевременной передачей информации врачу-педиатру. Целесообразно задействование прочего персонала в выполнении немедицинских функций. Но также немаловажным и одной из основных проблем в регионе на сегодня является отсутствие организации медицинской второго уровня. Детская республиканская клиническая больница сегодня является единственным учреждением, которое оказывает медицинскую помощь детям в стационарных условиях. Являясь многопрофильным учреждением, мы оказываем помощь в ежедневном, круглосуточном режиме. Что настораживает? Настораживает постоянный рост числа обращений и увеличение удельного веса числа детей, направленных на амбулаторное лечение. То есть на сегодняшний день, к сожалению, Детская республиканская клиническая больница выполняет роль функции такой поликлиники круглосуточной. При этом, конечно, снижается доступность оказания специализированной помощи детям в плановом порядке. В связи с этим формирование командного подхода у всех сотрудников, всех медицинских организаций, оказывающих помощь детям, просто необходимо. Но, к сожалению, наш регион вошел в число тех регионов, где применена реальная уголовная практика к медицинским работникам, поэтому единственным нашим щитом, единственной нашей защитой является наше знание. И, конечно же, соблюдение клинических рекомендаций, стандартизированных подходов единых к диагностике, к лечению заболеваний, что немаловажно к оформлению медицинской документации, все это на сегодня особенно актуально. Министерством здравоохранения в 2022 году разработан и внедрен приказ об унифицированных формах ведения медицинской документации, который способствует снижению количества ошибок. Проанализировав исходную ситуацию по республике, также пришли к выводу о низком уровне сегодня навыков коммуникации. С целью ее повышения созданы и разработаны алгоритмы передачи дежурств врачами, средним медицинским персоналом, речевые модули для общения с пациентами на уровне регистратур, колл-центров, на уровне приемных покоев. К сожалению, при разборе случаев детской смертности за 2021 год мы все-таки имеем место несвоевременную передачу критических параметров, что в ряде случаев может привести к фатальным исходам. На уровне каждой медицинской организации сегодня данная обязанность закреплена нормативно-правовым актом учреждения с четким определением круга ответственных лиц.
На сегодня мы стремимся, чтобы каждый из сотрудников, кто работает в педиатрической сети, осознал, что сотрудничество – это не просто сегодня основной наш принцип, это жизненная необходимость. Помимо этого, конечно же, республика осуществляется тесное взаимодействие с научными, медицинскими, исследовательскими центрами федерального значения, которые оказывают не только всестороннюю практическую помощь в проведении телемедицинских консультаций, очных консультирований, но и аудиты и всестороннюю организационно-методическую помощь. Конечно, здоровье будущих детей напрямую зависит от здоровья женщины. Формирование здоровья будущего ребенка определяется влиянием множества факторов – социальных, биологических, но в том числе и медико-организационных технологий, используемых в процессе сопровождения женщины в первичном звене здравоохранения, в связи с чем проведена огромная работа по возобновлению АТПК – акушерско-терапевтически педиатрического комплекса, основной задачей которой является комплексное воздействие на состояние здоровья матери и ребенка и четкая преемственность в работе 3 основных звеньев в системе охраны здоровья матери и ребенка. В указе президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года о национальной стратегии действий в интересах детей, кроме всего прочего, огромное внимание уделяется детской смертности от внешних причин. Не исключением является Республика Бурятия. Показатель смертности на текущий день за 8 месяцев 2022 года составил 50,2 на 100 тысяч детского населения. Также у нас преобладают внешние травмы и отравления, составляют 37%. И влияние на здоровье детей социальный детерминант, обоснование выбора внедрения максимально эффективных профилактических технологий, направленных на минимизацию негативных последствий социальной среды, остаются, конечно, актуальными задачами современной социальной педиатрии. Является важным осуществление системного анализа основных медико-социальных технологий и разработка мер по ликвидации социального неравенства в отношении процесса здоровья и сбережения детей. В соответствии с перечисленными вызовами необходимо обеспечить подготовку специалистов, компетентных в оказании комплексной медико-социальной помощи. Приказом Министерства здравоохранения закреплена с 2022 года необходимость введения должностей социальных работников в каждой медицинской организации. Ну и в завершение хотелось бы сказать, что сегодня мы все с вами живем в мире высоких технологий, большинство информации все-таки получаем из социальных сетей, поэтому сегодня так важно положительное освещение деятельности медицинских работников в различных мессенджерах. Каждому участковому, каждой участковой медсестре необходимо создать группу, где бы своего населения, в которой любой пациент мог бы своевременно задать вопрос, быстро получить обратную связь. Ведь зачастую большинство наших жалоб рождается как раз от незнания, от отсутствия информации. Активное ведение блогов, страничек с реальным освещением жизни сегодняшнего медицинского работника. Нужно говорить, что мы тоже люди со своими проблемами, со своими потребностями. Мы с вами сегодня должны идти в ногу со временем и все достижения научно-технического прогресса активно внедрять в повседневную жизнь и обращать себе на пользу. Ну и резюмируя все, хотелось бы сегодня сказать, что, конечно, основной задачей сегодняшнего здравоохранения стоит вообще сменить парадигму. Все-таки необходимо поднять роль самого человека в сохранении собственного здоровья. А мы с вами, товарищи педиатры, должны смотреть на свое предназначение немножко шире, не только как на людей, которые лечат наших замечательных маленьких пациентов, но и как на людей, которые являются членами сообщества, способными проводить линию на формирование здорового образа жизни и внедрять новые правильные идеи. Спасибо. Спасибо, Ольга Анатольевна. Очень интересная информация, все прекрасно. Я прошу наших уважаемых докладчиков придерживаться регламента. Следующий доклад Гамбоева Наталья Батовна, доцент нашей кафедры, кандидат медицинских наук, роль питания в формировании здоровья детей. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, дорогие гости. Вашему вниманию сегодня несколько шире доклад об условиях формирования здоровья детей в Республике Бурятия. От чего зависит здоровье ребенка? Это еще в 80-х годах прошлого века эксперты ВОЗ сказали о том, что определяет генетика на 20%, а 80% это факторы внешней среды, среди которых очень значимым является питание, окружающая среда, условия воспитания, обучения, в которых учится ребенок, и заболевания.
И, конечно, сегодня в реалиях и пандемии коронавирусной инфекции, и в том, что у нас, в каком сегодня живем в мире, мы видим рост заболеваемости детей вполне логично. И отсюда у нас нарастает медицинская агрессия, когда ребенок получает очень много препаратов, в том числе и антибактериальных. Да? Сегодня мы видим в присутствии акушеров-гинекологов, хочу сказать, что формирование здоровья ребенка идет не так, как бы нам хотелось. И сегодня мы видим, что появились новые формы обучения, проистекающие из вышесказанных моментов. И все это порождает, конечно, ухудшение психического здоровья детей. А вот то, какое питание, с чем ребенок идет, в общем-то, зависит. Идет он с риском возникновения метаболического синдрома, сахарного диабета и заболевания сердечно-сосудистой системы, которые получают в дальнейшем наши терапевты, или же он будет сформирован на более длительную траекторию жизни. Среда в нашем городе Улан-Удэ, к сожалению, из доклада Роспотребнадзора за 2019 год мы видим, что у нас город Улан-Удэ, к сожалению, большая часть проживает в зоне наиболее высокого риска заболеваемости. И вот при проектировании новых микрорайонов, к сожалению, мы видим, что приоритет детей не ставится на первое место. И вот та площадь КУЦа и детских площадок, которые у нас во дворах, оказывается окруженная двумя рядами с 4 сторон автомобилями, и которые работают в течение ночи, прогреваясь и выходя прямо на уровне роста ребенка, все то содержание, которое у нас есть и без того в воздухе, еще более усугубляется. Посмотрите, вот в поселке Горьком содержание предельно допустимой концентрации бензпирена в 17 раз превышает эту норму. Далее говоря, мы видим, что дворы стали небезопасными для наших детей, и мы видим рост летальных исходов из-за того, что ребенок на велосипеде поехал, а навстречу ему машина совершенно не предусмотрена. Конечно, нам надо, педиатрам, ставить эти вопросы, потому что кому, как не нам, увеличивается количество смертей детей в дорожно-транспортных происшествиях. За прошлый год это 10 детей, в том числе 2 из наезда на велосипедах. Дворы небезопасны для наших детей. Затем, в силу физиологических особенностей организма ребенка, он более проницаем для всех этих неблагоприятных факторов. И сегодня национальная программа обеспеченности витаминами и минералами детей в Российской Федерации говорит о том, что большая часть детей у нас находится в условиях глубокого дефицита, а часть в полигиповитаминозе. И, конечно, вот токсигенное влияние того воздуха, чем дышат наши дети, еще более усугубляет эту проблему и в дальнейшем влечет за собой достаточно такие тяжелые последствия. Говоря о роли питания, мы говорим, что первые 1000 дней определяет дальнейшую траекторию жизни человека, и насколько она будет длительная, будет ли он в дальнейшем страдать заболеваниями, зависит от уважаемых наших акушеров, гинекологов, как питается мама во время беременности для того, чтобы сформировался плод, но мы об этом неоднократно говорили, и далее хотелось бы обратиться о том, что очень велика здесь роль родов естественным путем. К сожалению, у нас в республике процент кесарево сечения превышает 30, и нам, педиатрам, хотелось, чтобы дети все-таки там, где возможно, рождались естественным путем и прикладывались к груди сразу в первые же сутки. И далее, если ребенок находится на грудном вскармливании, то, конечно, будет более благоприятное эпигенетическое влияние на здоровье ребенка. И если мы посмотрим, сколько у нас детей находится на грудном вскармливании, то, к сожалению, эти показатели, они ниже, чем в Российской Федерации. И вот тот пласт работы, который мы должны поднимать, говорить и изо дня в день проводить, это, конечно, вот именно важнейшие аспекты.
И у нас осуществляется раннее потребление цельного молока традиционно. Мы сильны своими традициями, мы всегда, республика этим гордится, всегда ли это хорошо, когда все говорят, ну, как коровьим молоком тебя кормили, и тебе ничего не будет. Но, к сожалению, это уже с 8-9 месяцев, и ладно, если это коровье молоко, это не столь качественный продукт из-за тетрапака, да, и превышение, вот избыточное потребление белка ребенка в возрасте до года, конечно, дальше приводит к избыточной массе тела. Но если ребенок по каким-то причинам переведен на искусственное вскармливание, то, конечно, это должны быть качественные смеси. И сегодня в присутствии наших дорогих гостей я бы хотела рассказать о фирме «Белак», которая отличается, во-первых, высоким качеством приготовления продукции. И мы помним еще из Советского Союза те наши смеси «Малютка» и «Малыш», да, и вот линейка смеси, и вот как раз в смеси 0,6 количество белка около 1 грамма, то, что, в общем-то, вполне удовлетворяет потребностям ребенка. И поэтому еще рейтинг Роскачества, проведенный в 2020 году, как раз относит смеси «Белак» самую премиальную линейку, самый премиальный сегмент, и здесь еще значимым является цена производителя. Далее ребенок у нас переходит из грудного возраста в детский сад идет. У нас свыше 87% детей находятся в организованных коллективах, и мы все отдаем ребенка в детский сад. Что же происходит дальше? Он проводит там 12 часов времени. Питание сегодня 157 рублей. Увеличить не могут, потому что это вызывает противостояние. Понятно, что идет рост, кругом сохраняются цены. При этом санпинпитание действительно написан грамотно, рекомендованы те продукты, которые должным образом ребенку. Но в итоге, что же у нас получает ребенок? Конечно, он недополучает практически по всем ингредиентам потребления и при этом значительно превышает высококалорийную углеводистую. Это булочки, пироги и сахара. Посмотрите, согласно Санпин, 35 граммов. Это очень много. И вот та схема нарисованная, здесь мы видим только избыток муки из белого, что, конечно, не очень хорошо. Далее переходим в школу, да, перешли мы в школу, и здесь исследования очень интересные нашего уважаемого Сергея Степановича Панкареева, руководителя Роспотребнадзора. Вот взяты 2 школы, 17-я и 59-я гимназия, да. Тщательно проанализировано питание и тоже дети в дефиците. И, конечно, когда растущий организм у нас пребывает в постоянном жесточайшем дефиците как основных нутриентов, так и микронутриентов, витаминов, что же мы в итоге получим? Конечно, переходя они в руки акушеров-гинекологов, наши девочки, которые страдают либо латентным дефицитом железа, либо анемию имеют. Вот исследования наших студентов в 2018 году, что более 50% имеют дефицит железа. Далее, к сожалению, мы последующие поколения обрекаем на более низкие интеллектуальные возможности, снижение коэффициента IQ последующих поколений на 10-12%. И часть генов, они дальше не восстанавливаются, находясь при дефиците железа. И в условиях техногенной нагрузки в городе Улан-Удэ, например, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями за 2020 год гораздо выше, чем в целом по республике Бурятия. И далее мы видим, что у нас идет избыточное назначение антибактериальных препаратов. И не только. При общении с врачами-педиатрами нам говорят, что это мама требует, назначьте у него там сопли, у него еще что-то. И мы часто в силу дефицита, очевидно, времени идем на поводу родителей и назначаем избыточно лекарственные препараты. Сегодня мы говорим о том, что
все, что у нас творится в нашей среде, конечно, это все на детях, да, в семье. Изменяется обстановка в стране, пандемии коронавирусной инфекции. Все это приводит к росту, повышению депрессивного поведения, саморазрушающего поведения. Оно и без того очень высоко. Посмотрите, среди юношей оно достигает 40%, среди девушек 22%. За 10 лет повысилась тревожность детей на 11,3%. И здесь очень интересные исследования по кишечной микробиоте, которые показывают четкую связь кишечник-головной мозг. И сегодня появилось очень много исследований, когда известный дружественный нам симбиот и наши хорошо известные в организме микробиома могут влиять на развитие мозга ребенка, могут изменять его настроение, вызывать депрессивные состояния. Есть работы, которые доказывают четкую связь между содержимым кишечной микробиоты с аутизмом у детей, с депрессивными и в дальнейшей взрослой жизни, с болезнью Альцгеймера. Исследования на мышах показали четкую связь с кишечной микробиотой этих заболеваний. Вот посмотрите, известные там бактерии рода Алистипис вызывают стресс, депрессию, ацилобактер. Но с чем это связано? Вот у лиц с депрессивным настроением гораздо выше уровень антител к таким энтеробактериям, как клепсиелла, цитробактер. Далее хорошо мы понимаем, что еще дополнительно, кроме родов естественных, через кесарево сечение. Если ребенок сразу не приложен к груди, когда у него формируется микробиом кишечника, еще все эти факторы, на которые мы вполне реально можем подействовать, влияют. Это антибактериальная терапия. И не только антибактериальная терапия. Сегодня содержание антибиотиков в тех продуктах, это свинина, курица, молочные продукты, тоже содержание. Есть такая интересная программа на НТВ, да, когда о Роспотребнадзоре. В наших сосисках содержится большое количество антибиотиков. И сегодня появились очень интересные исследования о том, что пробиотики являются антидепрессантами. В исследованиях они снижают депрессию. И хорошо изученный такой пробиотик, как лактобациллус рамнозис, он снижает депрессию путем регуляции выработки уровня кортикостероидов, гормонов стресса, кортизола, рецепторов гамма, которые действуют на тревожность детей. Комбинации таких, как лактобациллус хельветикус и бифидобактериум лонгус, тоже снижают провоспалительные цитокины. И, конечно же, пробиотики восстанавливают целостность кишечного барьера. Хорошо, здесь опять присутствие наших коллег из Беларуси. Я хочу обратиться к белорусским нашим исследователям. Витебский государственный медицинский университет в 2017 году вестники ПГМО опубликовал уже такие данные, что пробиотики – это антидепрессанты, что четкая связь бифидобактерий анимус улучшает настроение у пациентов, тревогу и депрессию, устраняет тревогу, действует на скорость метаболизма серотонина. И вашему вниманию хочу сказать об уникальной технологии такого препарата, как Бакцет, да, когда сохранена оболочка всех этих микроорганизмов при технологии, и все перечисленные пробиотики как раз содержатся в этом препарате именно в живом своем виде. И интересно, мы понимаем, что любое применение антибиотика, оно разрушает наш кишечный микробиом. Амоксициллин, который стоит на первом месте, используемый в педиатрической практике, в терапевтической дозировке, полностью уничтожает наши лактобациллы. Да, такой
препарат, как ципрофлоксацин из вторхинолонов, тоже есть в арсенале наших врачей и педиатров, на 30% меняет микробиоту кишечника. Клиндамицин действует на род бактериоидов, есть ли выход? Но вот очень интересное исследование нашего академика Горелого Александра Васильевича, которые показали о том, что при одновременном назначении антибиотика с боксетом и плюс еще продолжение после его отмены в течение 2 недель совершенно не изменяет микробиом, какой он был изначально, он таким образом и остался. Да? Еще одно исследование, проведенное этой группой, свидетельствует о том, правда, количество исследований пока не столь мало, но я не привела, еще есть иные исследования, снижает риск антибиотикоассоциированной диареи, которая является большой проблемой. И вот исследования применения боксета показывают, что действительно риск возникновения, особенно у детей младшего возраста, антибиотикоассоциированных диарей снижается даже в 11 раз. Сегодня мы, педиатры, все-таки рекомендуем прием, понимая вот дальнейшее воздействие кишечной микробиоты, его значимость. Сегодня очень много об этом говорится, пишется, и мы должны понимать, бережно к нему относиться. И в заключение, вот все-таки в условиях растущего организма, для того, чтобы дети хотя бы у нас реализовали тот свой генофонд, чтобы мы его не изменяли в худшую сторону, нам надо снизить агрессию нашей среды. Должны заняться организацией питания детей, бережно относиться к микробиому. И необходимо нам, педиатрам, поставить вопрос о городе, доброжелательном к ребенку, когда при проектировании школ, детских садов, новых микрорайонов приоритеты детей должны быть на первом месте. Мы должны добиться, чтобы софинансирование государства, всегда на что-то находятся деньги, но почему-то на питание детей его всегда не хватает. Мы должны бить в колокола и говорить о том, что никогда мы не вырастим здоровое поколение, если оно будет в глубоком таком дефиците расти. И далее мы, педиатры, конечно, должны грудное вскармливание, еще раз грудное вскармливание и сохранение бережного микробиома, и назначать антибиотики тогда, когда это надо, а если назначили, то рядом использовать пробиотики. Спасибо. Спасибо, Наталья Павловна. Следующий докладчик Жданова Лариса Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент нашей кафедры, лихорадка на стыке специальностей. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прекрасный доклад Натальи Батовны. Но я представлю, наверное, более практический доклад, который посвящен одной из наиболее частых причин обращения в педиатрическую службу, в терапевтическую службу. И это лихорадка. Я думаю, каждый со мной согласится, что наиболее часто к нам обращаются за медицинской помощью в связи с повышением цифр температуры выше нормальной. То есть, если говорить о высокой температуре, причин могут быть много. В основном мы все их знаем. Да? В основном при совокупности всех симптомов мы ставим правильный диагноз. Но иногда, по данным различных авторов, 20% причин лихорадки неизвестны, и приходится следовать вот такой многоэтапности, алгоритму для диагностики причин лихорадки, чему я сегодня и посвящу. Ну, у нас есть нормативный документ, клинические рекомендации. Мы в течение полугода, 9 месяцев работаем с клиническими рекомендациями. Это лихорадка без очага инфекции. Нужно сказать, что чем не устраивает лично меня этот документ, то что там все касается детей до 3 лет. Это хорошо, это прекрасно, конечно. Почему? Потому что ребенку до 3 лет страшны бактериальные инфекции, они жизнеугрожающие. Но в дальнейшем, есть же у нас тоже
и другие возрастные группы, которые имеют лихорадку неясного генеза в течение длительного периода времени. Сейчас очень большой класс работы идет по герпетическим инфекциям, которые тоже могут вызвать длительную лихорадку неясного генеза. Ну и, конечно, и онкопатология, и системные заболевания соединительной ткани. В 2011 году английскими учеными был проведен мета-анализ, где были собраны 18 исследований, куда вошло более 1600 детей, по выяснению причин лихорадки неясного генеза. Ну, каждый второй ребенок с этой инфекцией, да, но здесь есть и онкопатология, и диффузные заболевания соединительной ткани, и различные, те, которые требуют немножко другого лечения, своевременного лечения, современной диагностики. Ординаторами нашего института тут была проведена практически такая же работа на базе детской республиканской больницы. Ольга Анатольевна говорила, да, для гостей, это единственное учреждение в Республике Бурятия, которое оказывает высокоспециализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. И к нам тоже поступают дети с лихорадкой неясного генеза. И мы ретроспективно, подняв историю болезни 51 пациента детского возраста, посмотрели, а что же в конце концов, что явилось причиной лихорадки неясного генеза. У нас как так интересные цифры, они разделились по трети, и треть это дети с инфекциями, а остальное, да, ну, мы это обозвали синдром вегетативной дисфункции, хотя на самом деле, конечно, мысли совершенно другие, я о них попозже расскажу. И 31 это прочее. А что прочее? Это диффузные заболевания соединительной ткани, это онкопатология, ну, ревматология. И сюда же были отнесены дети с так называемым синдромом ФАПа. А что такое синдром ФАПа? Синдром ФАПа – это периодическая лихорадка. Это периодическая лихорадка, когда у ребенка на фоне периодов лихорадки до 39-40 мы видим такую клиническую картину. Да? Это ангина, ну, так скажем, в кавычках назовем, да? И афтозный стоматит, шейный лимфоденит. Причем периодические лихорадки, они очень хорошо поддаются лечению. Дали глюкокортикоиды, и буквально на одной таблетке прекращение лихорадки и укорочение промежутков между вот этими периодами. А периоды иногда лихорадок достигают до 4 месяцев, то есть 4 раза в месяц у ребенка фебрилитет, 39-40 температура, у него такие налеты. Куда идет этот ребенок? Этот ребенок идет к педиатру. Да? Выставляется диагноз ангина, да, и назначается антибактериальная терапия. Наталья Павловна тоже рассказала все проблемы с назначением антибактериальной терапии. Или у кого он еще наблюдается? Ну, раз это практически каждый месяц, он наблюдается у отоларинголога. Потом он приходит к иммунологу для исключения первичного иммунодефицита. Мы провели анкетирование среди наших докторов и посмотрели, кто ориентирован в этом синдроме. Потому что это синдром-то, да, больше педиатрический и отоларингологический. Но посмотрите, цифры, они, конечно, обескуражили. Цифры обескуражили, и я сейчас как раз еще немножко задержусь на этом слайде, чтобы вы посмотрели и знали, что такое синдром ФАПа. Невозможно ребенку бактериальной инфекции болеть 4 раза в месяц. Ну и растущий спектр аутовоспалительных заболеваний. Я не знаю, как у коллег, но мы сейчас отмечаем рост, и, скорее всего, это, наверное, связано с возможностями генетического исследования, да, спиросеквенирования, что мы стали диагностировать эти заболевания, хотя раньше они, конечно, встречались, но они погибали. Они погибали от чего? От почечной недостаточности следствия амилоидоза, да, почек, потому что это периодические лихорадки, потому что это тяжелейшее заболевание. Клинический случай, наш клинический случай, ребенок новорожденный с самого момента рождения дает периоды лихорадки, не период, он бесконечный лихорадки, 39-40, у него вот такая эритематозная сыпь. Посмотрите, какие у него суставы. Воспалительный компонент сустава, была болевая сгибательная контрактура, он не давал до себя дотронуться. При этом, если посмотреть анализы, там астрофазовые показатели превышали 3-5 норм. Там СОИ достигал до 90 миллиметров в час.
И в 2 месяца, когда мы посмотрели, 2 месяца ребенок лихорадил, какие только диагнозы мы не ставили, сколько только групп антибиотиков он не получил. Когда мы посмотрели этого ребенка, у нас возникла мысль, это ли периодическая лихорадка младенцев, которая носит название цинкономия. Слава Богу, у нас есть возможность проведения генетического исследования. Мы нашли мутацию в гене НЛРП3, и диагноз был поставлен. А чем лечится этот ребенок? Ну, посмотрите. Вообще все периодические лихорадки – это аутовоспалительные заболевания, связанные с гиперпродукцией цитокина. Здесь гиперпродукция цитокина 1. Да? И лечение – это канакинумаб или Иларис. Вот он, Иларис, и его хорошая стоимость, да, которая сопоставима с этой машиной. Ну, какая среднестатистическая семья, живущая в республике Бурятия, ежемесячно может позволить себе эту сумму? И опять-таки, слава Богу, что я живу в России. Слава Богу, что этот проект «Круг добра» был инициирован нашим президентом. И слава Богу, что есть возможность обеспечения Республики Бурятия, это 22 человека, не 11, да, детей, могут обеспечиваться за счет этого фонда. Этот ребенок лечится успешно, у него нет асептического менингита. Да, у него есть небольшая задержка психомоторного развития, но у него нет хронической почечной недостаточности. У него нет выраженной тугоухости, а дети, которые переносят цинкономию, они совершенно слепые, совершенно глухие. Это ли не показатель, да, своевременности диагностики причин лихорадки? Ну и Наталья Батырова тоже озвучила, я хочу сказать, что это проблема, в которой мы сейчас живем все. У нас мир бесконечного стресса. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни посмотрели, стресс. Мы включили телевизор, стресс. Мы 2 года жили в этом стрессе. И картина, конечно, ужасающая. Да? Каждый 7-й подросток имеет психическое расстройство. Каждый 5-й чувствует себя подавленным. 3 детей испытывают страх и беспокойство. Но эта цифра, когда я ее увидела, она меня ужаснула. 46 тысяч подростков, которые являются трудовым, оборонным потенциалом, это налогоплательщики, они погибают от суицида. То есть до какой степени глубокий стресс у наших детей. Ну и пандемия, конечно, тоже наложила свой отпечаток. А вот это та группа, которую мы ее так назвали, в кавычках, СВД, да, синдром вегетативной дисфункции. Нет, это психосоматика, патогенез, который известен уже давно, да, недавно. Стресс, который действует на нейроэндокринную систему, на гипоталаму, гипофизарную систему, на выработку гормонов стресса серотонина и уменьшение гормонов счастья триптофана. Тоже исследования наших ребят, наших студентов, когда мы посмотрели уровень тревожности до и после локдауна, разделили на 3 группы: дети младшего возраста, это дети с 7 до 10 лет, дети среднего возраста от 10 до 13 лет и подростки. И посмотрите, в каждой группе мы видим увеличение уровня тревожности. Но что нас больше всего смущало, то что уровень тревожности больше у детей младшего возраста. Хотя мы почему-то думали, что это должны быть подростки. Ну, наверное, потому что маленьким детям в силу анатофизиологических особенностей центральной нервной системы, в силу анатофизиологических особенностей психики сложно было понять, почему погибают близкие. Да, бабушка уехала в стационар и больше не приехала. Почему их садят на дистанционное обучение? Почему вдруг учителем становится мама, не имеющая никакого педагогического образования? Таким образом, этим докладом я хотела озвучить ту проблему, которая существует, казалось бы, с наиболее частым симптомом лихорадки. То есть иногда это требует, да, определенного мультидисциплинарного подхода. Но первая скрипка должна быть все-таки за педиатром. Спасибо. Спасибо, Василия Владимировна. Следующий доклад – компетенция врача общей практики в акушерстве и гинекологии
Сушинский Вадим Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой общей врачебной практики, кандидат медицинских наук, доцент Республики Беларусь. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я искренне передаю поздравления с вашим юбилеем. И хочу сказать, что университет, который я представляю, Белорусский государственный медицинский университет, он отметил недавно столетие, а начинался он тоже как факультет Белорусского государственного университета, БГУ, как вы догадались. Ну и дальше, уже еще раз повторяю, столетняя история медицинского направления скажем так, в высшем образовании в Республике Беларусь. Я сегодня поговорю об организационных вопросах и в том контексте, который, наверное, будет интересен вас. Почему? Потому что мы с вами говорим, сегодня я знаю, в зале больше акушер-гинекологи, больше педиатров, вы слушали уже и доклады наших замечательных коллег-специалистов. Но когда мы говорим о нашей совместной работе, мы должны понимать, что у каждого есть свои задачи, цели. Мы в Республике Беларусь в качестве одного из направлений считаем развитие первичной медицинской помощи. И в нашей стране достаточно так все направление работы очень регулируется. И я могу сказать, совершенно новый толчок был связан с программой демографической безопасности, которая была утверждена в 2016 году. И по данным этой программы 100% врачей и терапевтов стали врачами общей практики. Еще раз, первичная медицинская помощь сегодня в 100% случаев оказывается врачами общей практики. Среди новых направлений, которых мы развиваем, и это опять же отражено в программе демографической безопасности, мы говорим не просто врач, мы говорим о командной работе. Именно поэтому вы видите параллельно, где прирастает количество врачей общей практики, прирастает количество помощников медицинской сестры, помощников врача и медицинских сестер. И поэтому следующая задача, которая стоит, как правильно распределить компетенции среди этих специалистов. Когда мы говорим о задачах врача общей практики, они, опять же, нормативно у нас регламентированы. Я хотел бы обратить внимание на то, что, опять же, прежде всего, наверное, отличает терапевта от врача общей практики, то, что компетенция врача общей практики шире. И мы говорим в определенной доле, наряду с другими специальностями, вы видите, это и акушерство, и гинекология в том числе. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание, и мне кажется, это, опять же, в принятии решений очень важно, что у нас остановились на таком выборе, что на селе врач общей практики оказывает и помощь в области педиатрии. Вот я, буквально сидя на вашей конференции, вспомнил, что я тоже начинал фельдшером, очень маленькой деревни, побольше деревни, врачом в деревне, ну, в общем-то, Министерство здравоохранения. И меня никто, даже когда я работал фельдшером, никто меня не спрашивал, кто я по специальности. Я для этого населения был докторка, и приходили совсем, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим, я представляю, вот сегодня несколько раз говорится о нехватке кадров. Поэтому, наверное, одним из путей решений, это надо просто продумать, какие компетенции этим людям давать. И я уверен, что в рамках сельских населенных пунктов, которые у вас есть, опять же, учитывая географию вашего региона, понятно, что где-то это будет один врач, который в определенной степени решать должен все вопросы, которые возникают в формате этого населения. Итак, те задачи, которые стоят перед врачом общей практики в области акушерства и гинекологии, это проведение мероприятий по охране репродуктивного здоровья, консультирование по вопросам планирования семьи и контрацепции, профилактика инфекций, передающих половым путем, и предабортное консультирование. Очень важно, мы говорим, что эти задачи у нас реализованы, и очень важно, что врач общей практики не только, как мы говорим, отличие от терапевта, может только говорить, но еще должен много уметь руками. Именно поэтому и на дальнейших слайдах вы увидите о том, что мы большое внимание уделяем освоению именно практических навыков, то, что должен уметь этот человек. И, конечно, когда мы говорим на селе, то здесь требования еще более жесткие. Ну вот те задачи, которые стоят, они нашли отражение в тех программах,
повышения квалификации, по которым мы готовим наших специалистов. Более того, вот это взаимодействие постоянно расширяется, и уже последние 2 года мы для врачей общей практики, пусть не такие длинные, но все-таки проводим еще такие курсы, как охрана сексуального и репродуктивного здоровья, где еще больше, ну скажем так, внедрена тематика акушерства и гинекологии. Ну, наверное, в моем докладе все звучит очень ярко, красиво, без сучка, без задоринки, как у нас говорят, да, а на самом деле объективные причины, конечно же, и сложности есть. И здесь трудности как со стороны медицинских работников. Надо много знать, надо много иметь. Это определенная ответственность, это инертность и так далее, и так далее. То же самое, я всегда говорю, а наши пациенты, а готовы ли они? И тоже мы должны задавать вопрос, что надо готовить как, скажем, врачей, команду врача, так и наших пациентов к тем компетенциям, которые на себя должен брать врач общей практики. Раскрывая задачи, я еще раз хотел бы показать, напомнить, что это вопросы нежелательной беременности, аборты, скажем, на наших занятиях это производится очень наглядно. Очень важно, и будет следующая картинка, обратите внимание, везде прописан целый список нормативных документов. Приказ Министерства здравоохранения, постановление Министерства здравоохранения, где четко за врачом общей практики определены те или иные компетенции. Вот задачи по ведению пациента с физиологической, пациентки, безусловно, с физиологической беременностью, и опять же это совместная работа. Здесь мы говорим о ведении пациента с воспалительными заболеваниями, и, скажем, та же акушерка, то есть медицинский работник со средним медицинским образованием, она тоже есть не везде, поэтому мы говорим о том, что, скажем, забор материала должен уметь делать и врач общей практики, особенно это важно на селе. Здесь же задачи по скринингу шейки матки, опять же внедрение современных методик, получения результатов. Отдельно мы говорим, это, наверное, бесконечная тема, вы все понимаете, что одна из таких наиболее частых локализаций онкологических заболеваний, это именно рак молочной железы. И мы говорим опять же навыки, вы видите, как это происходит, в том числе с использованием симуляторов, ну и другие направления. Ну, например, у нас сегодня есть новый документ по перименопаузе, опять же, целый ряд документов более ранней редакции, которые тоже представлены на слайде. Конечно, как и все, мы сегодня используем разные формы подготовки специалистов, используем дистанционные формы, в том числе специальные мероприятия для врачей общей практики, например, как представлено здесь, по предабортному консультированию. Конечно, работа должна быть комплексной. Мы говорим, это и очные курсы повышения квалификации, где делается упор на освоение практических навыков, но это и современная дистанционная форма подготовки. Безусловно, когда мы говорим о компетенции врача общей практики, мы должны четко понимать, что этот врач наиболее приближен к конкретному пациенту, рассматривает свою работу в формате семьи. Именно поэтому, еще раз, мне кажется, нам вместе надо думать о том, что вот, забота о здоровье, о женском здоровье, о детском здоровье, здоровье детского населения – это наша совместная работа. Спасибо за внимание. Спасибо, Вадим Эдуардович. Очень интересная информация, особенно для нас, когда мы испытываем острую нехватку врачей. Да? Следующий доклад – современные организационные и перинатальные технологии улучшения доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям в Республике Беларусь. Романова Анна Петровна, Белорусская медицинская академия постдипломного образования, кандидат медицинских наук, доцент, и Терехович Татьяна Ивановна, Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент. Гвоздь Николай Герасимович, медицинский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, кандидат медицинских наук, доцент. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые участники, организаторы конференции, уважаемый президиум. Позвольте присоединиться к поздравлениям, приурочившим создание и проведение этой конференции, а также выразить благодарность за возможность приехать к вам, за приглашение.
представить какие-то наши данные, в том числе результаты исследования, которое не так давно завершено у нас в Академии, вот, и поблагодарить коллег за такие прекрасно представленные доклады. Сегодня, когда мы говорим о Республике Беларусь, наверное, каждый из жителей постсоветского пространства, это вызывает улыбку, потому что Республика Беларусь – то, что, наверное, осталось из советского прошлого. И вот. Сегодня действительно республика – это унитарное государство с населением 9,3 миллиона человек. Белорусская система здравоохранения, пожалуй, единственная система из всех стран постсоветского пространства, которая полностью сохранила организационные основы той самой системы, которая на протяжении многих лет функционировала в Советском Союзе. И, конечно, можно наблюдать сейчас по истечении стольких лет результаты деятельности такой системы, которые я сегодня по возможности и представлю. Мировые рейтинги системы здравоохранения Республики Беларусь, я не буду зачитывать весь слайд, остановлюсь только на том, что мы занимаем 4-е место в мире по показателям младенческой и материнской смертности, 35-е место из 175 стран в рейтинге стран счастливого детства, 8-е место в рейтинге стран с самыми низкими показателями неонатальной смертности, и по индексу смертность детей при рождении мы находимся в группе достаточно высоко развитых экономических стран. Мы с глубоким удовлетворением констатируем, как факт, снижение детской, младенческой и материнской смертности в республике. Именно снижение детской смертности и трансформации О-образной в G-образную кривую детской смертности в принципе привела к скачку ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которую мы наблюдали в 80-х, 90-х, 2000-х годах. Вот. Естественно, возникает вопрос, а каковы возможности дальнейшего снижения смертности детского населения? И есть ли вообще ресурс еще его снижения? Ну, как мы с вами понимаем, путь к снижению смертности был достаточно долгим. И последний, буквально один из примеров, который я хотела привести, что в XVIII веке Великобритания матерью могла называться женщина только тогда, когда она потеряла хотя бы одного ребенка. Необходимо сказать о том, что появление и развитие системы охраны материнства и детства как социального института было обусловлено изменением отношения общества к здоровью женского и детского населения. На текущий момент фактически эта система лежит как основа репродуктивного и человеческого капитала. Я хотела бы представить вам результаты исследования, которые проведены в нашей Академии после дипломного образования. И целью исследования было изучить динамику смертности возрастной страты 0-14 лет на протяжении 60 лет. При этом определить, какие социально-исторические детерминанты определяли эти периоды. Я очень надеюсь, что то, что сейчас я, так сказать, озвучу на этой конференции, возможно, заинтересует ваших исследователей и выражу надежду на какие-то совместные дальнейшие исследования. Предметом математического моделирования стали темпы ежегодного прироста смертности, что позволило уйти от значений показателей и более глубоко посмотреть на то, как развивалась динамика смертности в течение 60 лет. Ну, использовалось достаточно серьезное современное программное обеспечение, что и позволило на высоком уровне провести математическую обработку и моделирование данных. На слайде очень хорошо показаны различия стандартного традиционного подхода к моделированию, это верхний рисунок, и кусочно-линейная регрессия, на основании которой и были определены те самые периоды смертности. Здесь модель представлена динамики смертности в Беларуси, общей смертности. Необходимо сказать, что за 60 лет абсолютное число умерших в возрасте 0-14 лет уменьшилось 29 раз, а показатель смертности снизился 18 раз. Сама модель выделила 4 периода, в хронологических периодах которых темпы ежегодного прироста смертности статистически значимо разнились. И как вы видите, первый период, это 59-61 год, совершенно потрясающие цифры и скорость снижения смертности этой возрастной страты, которая снижалась со скоростью 21% в год.
Начиная с 61 по 68 годы практически в 2,5 раза снижается этот темп, и к 68 году наступает стагнация показателей смертности этой возрастной страты. Практически 16 лет никаких изменений на протяжении 16 лет динамики смертности не наблюдалось. И только с 1984 года мы начали наблюдать снижение смертности. Причем, обратите внимание, темпы снижения ее составляют чуть больше 4%. В целом такая рода динамика наблюдалась независимо от пола и территории проживания. Однако установлен ряд различий по полу, которые обусловлены, конечно, биологическими особенностями мужчин и женщин. Это проявилось в увеличении количества периодов смертности у девочек, а в период стабилизации смертности этой возрастной страты у мальчиков она росла со скоростью 2% в год. Точно так же были различия и по территории проживания. В городах она продолжала снижаться в период стагнации с темпом ежегодного прироста 1%, а в сельской местности с 1972 по 1984 год росла со скоростью 2,5% в год. Динамика показателя смертности несопоставима этой возрастной группы с общим показателем смертности, что, конечно, было детерминировано независимо от пола эволюцией медицинской помощи детям, развитием педиатрической науки, законодательства, которое обеспечивало комплекс экономических и социальных гарантий, реализацию мер государственного регулирования, направленных на охрану здоровья матери и ребенка. Государство и система здравоохранения, выступающие объектом управления системой охраны материнства и детства, совершенствовали технологии, а их смена и развитие фактически определяли ту динамику, с которой мы только что познакомились. Реализация мероприятий социальной защиты материнства и детства, рост уровня, улучшение качества, уклада и культуры жизни населения, в частности, ухода за новорожденными детьми, высокая эффективность внедрения в практику антибактериальных средств и новых лекарственных препаратов, расширение сети учреждений числа специалистов службы материнства и детства, охват стационарного родовспоможением обеспечили отрицательный ежегодный прирост. В первом периоде 21% ежегодно, а затем значительно ниже, 9% до 1968 года. В мире в этот период времени повсеместно наблюдались темпов снижения детской смертности. А в Беларуси в 1968-1984 году, как я уже сказала, наблюдалась ее стагнация. Это период не бездействия. Это период открытия оснащения палат выхаживаний доношенных новорожденных детей, потому как в структуре младенческой смертности неонатальная смертность заняла более половины. Палат интенсивной терапии, улучшение оказания скорой неотложной помощи, начало медико-генетического консультирования. Организационные технологии активно включаются в дело улучшения качества и доступности медицинской помощи матерям и детям. В начале 90-х годов здравоохранение республики вплотную подошло к созданию уровневой системы оказания перинатальной помощи. Была проведена реформа службы реанимации интенсивной терапии детей. Сформирована взаимосвязь акушерской, гинекологической, педиатрической и терапевтических служб. Это также аналог комплексов, которые фактически неизменно функционируют с 90-х годов. На сегодня в республике существует 4-уровневая система перинатальной помощи. Головным учреждением является РМПЦ «Мать и дитя». Научные подходы к специализации педиатрической помощи новорожденным, развитием новых методов диагностики, лечения и профилактики, развитием медико-генетической службы привели к возобновлению с 1984 года снижению темпов в районе минус 4%. А теперь я прошу вас обратить внимание. Итак, с 1984 года, практически 34 года, неизменно темпы снижения смертности являются однородными. Изменений практически не происходит. На базе Института охраны материнства и детства был создан РМПЦ «Мать и дитя», и в центре организована работа единственной в республике генетической лаборатории, которая проводит скрининг новорожденных, биохимическую ДНК-диагностику болезней обмена веществ, молекулярно-цитогенетическое и ДНК-исследования в области наследственной патологии, осуществляя большой объем перинатальных исследований и биохимический скрининг беременных. Здравоохранение является не единственным сектором, ответственным за сохранение и укрепление здоровья
поскольку основные причины неблагополучия детей относятся к социальной и экономическим сферам. По этому поводу в документах ВОЗ отмечает, что сектор финансовой политики оказывает нередко значительно большее воздействие на состояние здоровья населения, чем политика сектора здравоохранения. Именно поэтому государственная политика в области охраны детей является самостоятельным приоритетным направлением регулирования общественных отношений для реализации права каждого ребенка на охрану здоровья. Достижение исторического минимума в 2018 году показателя смертности за 60 лет этой возрастной группы 0,29 промилле является результатом ориентации политики в сфере здоровья и снижения смертности этой возрастной страты. Таким образом, при росте государственных инвестиций в здравоохранение, в частности, в поддержку оказания медицинской помощи матерям и детям, мы видим, что темпы снижения смертности держатся на протяжении почти 40 лет в пределах 4,3% ежегодно, оставаясь неизменными. Анализ структуры общего показателя смертности населения Республики Беларусь показал, что в 2018 году доля вклада этой страты в показатель смертности составляет менее 0,5%, то есть фактически на уровне статистической ошибки. То есть можно говорить, что ресурс дальнейшего снижения смертности этой возрастной стажи практически исчерпан на текущий момент. В связи с этим сегодня в республике технологии повышения качества и доступности медицинской помощи стали приоритетными. Мамы республики не стали моложе и здоровее. Средний возраст мамы при рождении ребенка составил в 2018 году 29,4 года, а при рождении первого ребенка 26,7 года. Родовспоможение республики можно смело назвать современным. Особого внимания, конечно, заслуживает междисциплинарное воздействие. В центре современное родовспоможение. Особое внимание, конечно, заслуживает перинатальные технологии. В республике проводится пролонгирование беременности у женщин с излившимися родами в сроке гестации 24-28 недель. Удельный вес преждевременных родов стабилизирован и не превышает 3,9%. В центре разрабатывается технология оказания специализированной медицинской помощи женщинам с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией. Осуществляется родоразрешение пациенток, имеющих высокие риски беременности, пациентки с сахарным диабетом первого типа, которым также выполнена трансплантация почки, перенесшим пластику и протезирование клапанов и камер сердца. Внедрение новых технологий позволили улучшить оказание медицинской помощи и существенно снизить акушерские кровопотери пациенткам с центральным прилежанием плаценты. В 2008 году на базе центра впервые была проведена фетальная малоинвазивная хирургия, внедрена фетальная малоинвазивная хирургия, включающая фетоскопическую коррекцию антенатальной патологии плода, кордоцинцез с внутриутробной трансфузией, биопсия ворсин хорина в первом триместре беременности. Внедрены амниоцентез, биопсия ворсин хорин, фетальная эхокардиография в первом, втором и третьем беременности с применением 3D и 4D реконструкции. Также активно проводится ЭКМО при показаниях у новорожденных и также в группе взрослых. Сохранение достигнутого уровня смертности, конечно, осуществляется за счет тех организационных технологий, которые были внедрены в Республике Беларусь в плане обеспечения взаимодействия практически междисциплинарного, которое и можно рассматривать как одну из ведущих организационных технологий. Таким образом, необходимо отметить, что динамика показателя смертности 0-14 лет не соответствует динамике общего показателя смертности. И, как мы увидели, полностью зависит от того, каким образом развивается и обеспечивается на сегодня система охраны материнства и детства. Нужно сказать о том, что сегодня приоритетным в политике обеспечения работы этой службы является, пожалуй, не ожидание снижения дальнейшей смертности, а поддержание того уровня, который сегодня уже достигнут. Ну и данное исследование, конечно, показало, причем статистически значимо, что на сегодня ресурсом, конечно, снижения смертности у нас является это трудоспособное население. Казалось бы, мы знали это всегда.
и трудоспособное население было всегда приоритетным в плане снижения смертности. Но данное исследование четко показало, что сегодня ожидать дальнейшего снижения смертности возрастной страты 0-14 лет уже не приходится. И вряд ли в связи с этим рост ожидаемой продолжительности жизни при перерождении нам придется ожидать в ближайшие, я полагаю, 10-15 лет, пока мы не начнем стареть сверху. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Татьяна Ивановна, Анна Петровна, спасибо, Николай Герасимович. Очень интересный доклад. Следующий доклад возможности рискологического подхода в сохранении репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Терехович Татьяна Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент. Татьяна Ивановна, Марина Михайловна Салтан, она же не смогла к нам приехать. Не смогла приехать, поэтому я озвучу ее доклад, она очень красиво, что я это сделала. Рассказать тоже еще раз, что происходит у нас в Республике Беларусь. Сначала, конечно же, хочу еще раз поблагодарить вас за возможность участвовать в вашей конференции, за ваше приглашение. Ну и слушая доклады, я обратила внимание, что все-таки мы, несмотря на разное расстояние, мы с вами очень похожи. Возможно, потому что, хотя и давно мы вышли из Советского Союза, но действительно остаемся похожи. Похожи мы с вами еще и в том, что вы говорите РБ, мы говорим РБ. Мы тоже Республика Беларусь, вы Республика Бурятия. Я всегда, когда у вас звучит РБ, всегда начинаю именно думать об этом, что это все-таки Бурятия, это не про нас. Ну и я хочу немножко рассказать вот о подростках, о той работе, которая проводится у нас в республике с подростками. То есть второе десятилетие жизни человека, это понятно, это период формирования привычных форм поведения, в том числе и рискованных в отношении собственного здоровья. Это те привычки, которые мы получаем, с которыми идем дальше по жизни. Ну и основные проблемы здоровья подростков и молодежи в европейском регионе сегодня, это, конечно же, нарушение психического здоровья. Более 10% подростков в регионе страдают от того или иного нарушения психического здоровья, а нервно-психические расстройства являются ведущей причиной инвалидности среди молодежи. Жестокое обращение с детьми и подростками у нас присутствует и сегодня. Есть высокий уровень потребления табака среди подростков, потребление алкоголя, низкая физическая активность, рискованное половое поведение. 25% детей в возрасте 15 лет вступали в половую связь, при этом более 30% в ряде стран не пользуются презервативами или какими другими формами контрацепции, что приводит в том числе и к инфекции, передаваемым половым путем нежелательной беременности. Ну и неоднозначное влияние цифровой среды. Она хороша, это наше развитие, но в то же время мы видим, сколько сейчас зависимости у нас, у детей, от цифровой среды. Я думаю, что она есть и в вашей республике. Хочу показать вам просто наши статистические данные. Это наш электронный сборник здравоохранения ежегодный. Хочу показать вот это заболевание, все заболевание Республики Беларусь на 100 тысяч населения, какое у нас заболевание сифилисом, гонококковой инфекцией и число пациентов, состоящих на учете в организации здравоохранения. Цифры уменьшаются, но все-таки в 2020 году мы получили рост по сифилису. С чем связано, не знаю. Кто-то говорит с тем, что была пандемия, люди остались дома, стали заниматься несколько другими вопросами, чем раньше. Это мнение такое чисто. Посмотрите, пожалуйста, еще. Заболевают население венерические болезни, грибковыми кожными заболеваниями в различных возрастных группах. Вот подчеркнута группа 15-24 года. Видите, что действительно уровень заболеваемости довольно высок. Не буду останавливаться на каждом моменте, но вы видите, что происходит у нас в республике. Число зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч человек населения с впервые установленным диагнозом. Беларусь, 19 год, 23. То есть показатель довольно значительный. Ну, в Российской Федерации она и сама побольше, показатель несколько, к сожалению, выше. Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией по полу и возрасту. Вот полувозрастная группа 15-19 лет, 20-29 лет подростки и уже молодые люди. Да, у подростков меньше цифры, но они, в общем-то, довольно значительные.
Ну и проблемы в сфере охраны и укрепления здоровья подростков и молодежи. Здесь, конечно, для этого должен быть комплексный подход к изучению состояния здоровья и повышение эффективности использования ресурсов сохранения здоровья. Факторы риска, да, основная, конечно, причина – это современная диагностика и их устранение. Поэтому факторы риска пересекаются напрямую с группами и с территорией риска. Ну и для того, чтобы реализовать профилактические мероприятия, мы должны обращать внимание, прежде всего, наверное, на организованные коллективы и больше работать в них. Здесь, конечно, идет наибольший охват при минимальных затратах. Естественно, является учебная деятельность и деятельность в коллективе. Ну и можно обеспечить преемственность на всех этапах обучения. У нас в республике разработана вот такая инструкция, о которой я поговорю немножко больше. Именно на этой инструкции основано наше исследование. Метод диагностики подверженности рисковому половому поведению, выявление групп риска инфекций, передающихся половым путем. Разработчик – это наш центр и Белорусская академия, медицинская академия последипломного образования. Здесь в этой инструкции описан анкетно-опросный метод, который позволяет оценить индивидуальный коллективный риск и ППП. Анкета включает перечень вопросов, отражающих различные аспекты личности. Значимость нравственных ценностей – 20 вопросов, значимость нравственности в половых отношениях – 4 вопроса, склонность к риску – 6 вопросов и уровень алкоголизации – 2 вопроса. В принципе, вопросов не так и много, они несложные, их можно всегда задать. Но индивидуальный риск. Для определения подверженности рискованному половому поведению проводились расчеты по специальным формулам. Для респондентов с установленной подверженностью на основании предложенного разработчиком таблицы определялась группа индивидуального риска. Вот здесь эти группы представлены. Коллективный риск. Также приведена формула для его расчета, и группа коллективного риска устанавливалась в соответствии с предложенной опять-таки разработчиками таблицы. Ну, особенности первичной профилактики ППП для различных групп риска. Группа очень низкого и среднего риска. Здесь, конечно, профилактическая работа может быть ограничена групповыми формами, представляя свою пропаганду здорового образа жизни молодежи. Группа высокого, очень высокого риска. Здесь, конечно, должна идти уже активная индивидуальная профилактика. И если уровень индекса коллективного риска превышает 0,6, то есть находится на высоком или очень высоком уровне, профилактическая работа должна носить характер систематических обучающих семинаров или школ по глубинному рассмотрению различных аспектов поведенческих личностных проблем молодежи. Нами, в нашем исследовании, которое проходило в 16, 17, 18, 19 годах, было обследовано вот такое количество подростков, различных учреждений, различного возраста, и я приведу несколько те результаты, которые мы получили. Распределение обследованных подростков 15-17 лет по группам индивидуального риска ППП. Коллективный риск составил 21,5%, что соответствует низкому риску. Гендерные особенности формирования риска развития ППП. Вы видите мальчики и девочки. Видите, что у мальчиков индекс коллективного риска несколько выше, чем у девочек. Формирование риска развития ППП у подростков в разных организационных коллективах. Средняя школа и колледж. В средней школе, несмотря на то, что коллективный риск меньше, но он значительный, он довольно высок, видите, 19,3 против 24,7. Социальные особенности формирования риска развития ППП, учреждения высшего образования, среднего специального образования. Да, высшего образования выше, но опять-таки не настолько высокая цифра, не настолько большая разница с учреждением среднего специального образования, об этом тоже нам следует задуматься. Возрастные особенности формирования риска развития по возрастным группам. Вы видите, самая сложная возрастная группа 19-20 лет. Наша молодежь уходит в самостоятельную жизнь, они уезжают учиться в другие города, и поэтому коллективный риск сразу возрастает. Известно, что вступление в сексуальную связь часто происходит на фоне потребления алкоголя. Минимальная доза – это 40 грамм водки. И постоянное употребление алкоголя, конечно же, приводит к формированию вначале психической, затем физической зависимости. И если постоянное употребление началось, считается, что если постоянное употребление алкоголя началось в возрасте старше 25 лет, зависимость формируется через 3-4 года. Если в 15-20 лет, то зависимость возникает уже через 5-6 месяцев.
Распространенность употребления алкоголя среди обследованных подростков, та, которую выявили вы, вот мы видите, сколько не употребляли, сколько несколько раз в неделю, в принципе, процент несколько раз в неделю, довольно незначительный. Распространенная частота употребления алкоголя, мальчики, девочки не употребляли, довольно большой процент тех, кто не употреблял алкоголь. Я не могу сказать, что эти цифры настолько достоверны, потому что цифры довольно высоки. Вот очень хочется, чтобы так было по более большой популяции. Я показала вам ту популяцию, которую исследовали мы, чтобы вы понимали, что это не все население Республики Беларусь. Распространенная частота употребления алкоголя среди обследованных подростков с учетом вида учреждений, средняя школа, колледж. Опять-таки в средней школе цифры несколько раз в год, посмотрите, уже появляются несколько раз в год, больше, чем в колледже. Но, наверное, это просто проба пера, то есть попробовать нужно все, и этим уже начинают заниматься в школьные годы. Несколько раз в месяц, видите, не выпивают ежедневно, несколько раз в неделю ученики средней школы. Это радует. Ну и средняя доза потребления алкоголя в пересчете на водку среди обследованных вот представлена на дальнем слайде. И действительно 44% менее 25 мл. Гендерные особенности объема потребления алкоголя. Мальчики и девочки. Девочки больше употребляют, но в маленькой дозе, то есть по чуть-чуть. Употребление в более больших дозах – это, конечно, мальчики. Особенности объема потребления алкоголя зависят от педучреждения. Опять-таки средняя школа, колледж. В колледже мы имеем цифры, конечно же, выше. Частота употребления крови среди студентов разных учебных учреждений. Учреждения высшего образования, среднего специального образования. Не употреблял, посмотрите, достоверность различий между учреждениями и образованиями есть. Не употребляли намного больше в учреждениях высшего образования, чем в учреждениях среднего специального образования. Также особенности по возрастам. Не употребляли 42% до 16-18 лет. Это из 150 обследованных детей. Распространенность употребления алкоголя разных средних разовых дозах в зависимости от возраста. От возраста мы видим, что 100 и более миллилитров употребляют, конечно, больше, опять-таки, лица 19-20 лет. Ну и взаимосвязь между дозой употребления алкоголя и риском развития ППП. У нас тоже было такое вот небольшое исследование. Ну и мы получили при употреблении менее 50 мл вот такие риски, более 50, более 100 мл совсем другие риски. Конечно, то, что я начала с этого говорить, что употребление алкоголя – это более другое поведение, и вы видите, что связь с риском развития ПП существует. Ну, хочу, в общем-то, в конце доклада сказать, что выводы, что метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ППП является надежной методической основой для проведения адресной первичной профилактики и ППП. Он позволяет оценить индивидуальный коллективный риск и в зависимости от уровня риска выбрать мероприятия первичной профилактики и ППП. Оценка риска репродуктивному здоровью подростков и молодежи с учетом гендера, социальных возрастных особенностей контингента и распространенности вредных привычек позволяет выявить группы и территории риска, обосновать объем профилактических мероприятий. Ну и комплекс мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья населения, конечно же, должен включать предупреждение алкоголя среди подростков и молодежи. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Татьяна Ивановна. Я думаю, что, Татьяна Ивановна, так как мы Марину Михайловну уже тоже ждали, Да. благодарственное это письмо мы вручили, Да, а спасибо. подарок для Марины Михайловны разрешили. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Я обязательно передам. Следующий доклад Шурыгина Юлия Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления об отношении к репродуктивному здоровью студенческой молодежи. Юлия Юрьевна, минуту. Еще попрошу до доклада. Мы приготовили благодарственное письмо. Спасибо большое. Разрешите вам включить наше благодарственное письмо Бурятского госуниверситета за активное
Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Октябревич, Лена Аполлоновна, большое спасибо вам за приглашение святая святых на медицинский институт. Бывших врачей не бывает, и хоть в практической медицине я с 2000 года не работаю, но тем не менее медицинскими проблемами, вопросами на своем уровне продолжаю заниматься. И вот в 12 номере Вестника Бурятского государственного университета за 2010 год была опубликована моя статья «Репродуктивное здоровье студенческой молодежи». В ней были опубликованы данные социологического исследования, которые мы проводили в стенах нашего Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления среди студентов первых, четвертых курсов, как технических, так и гуманитарных направлений подготовки, о том, каким образом они оценивают свое здоровье репродуктивное и какие, значит, у них взгляды на тот или иной вопрос. Такая очень серьезная была анкета, и данные были опубликованы. И вот, когда меня пригласили к вам на конференцию, я решила в этом году, буквально в сентябре месяце, провести по той же самой анкете такое же исследование, также взять студентов как технических специальностей, там, соответственно, преобладают мальчики, так и специальностей гуманитарного профиля. И очень кратко, вот мы уже задерживаемся, поэтому я сильно ваше внимание задерживать не буду, но тем не менее рассказать о том, что мы получили. Значит, среди тех, кого мы обследовали, единственный был такой гендерный, скажем, перекос. Если 12 лет назад у нас в основном 80% составляли девушки и 20 юношей, то в этот раз у нас мальчиков в вопросе молодых людей было наоборот 79%, 21%, ну так получилось, девушек. В исследовании разные факультеты приняли, не буду их перечислять названия. Вот. Что мы получили? Большинство респондентов оценивают свое репродуктивное здоровье на момент опроса как хорошее, или только 15% это в этот раз оценивают как наличие у них каких-то проблем. Вот эти цифры не поменялись. В прошлый раз было 86% как хорошие и 14% как, значит, с некоторыми проблемами. То есть тут одинаковые цифры. При этом, если ранее на проблемы со здоровьем указывали только девушки и говорили, что у 12% из них отмечались воспалительные заболевания матки и придатков, у 19% нарушение менструальной функции, у 2% молочница, о наличии в анамнезе или в настоящем заболеваний инфекций, передающихся половым путем, не указывал никто, то на данный момент времени, во-первых, о том, что заболевания, передающиеся половым путем, были в анамнезе, указали 5% респондентов, то есть получается, что произошел рост, скажем, или вообще их появление. И еще 5% мужского опрашиваемого населения, скажем, респондентов, указали на то, что у них были проблемы с репродуктивным здоровьем, а непосредственно о воспалении яичек отметили. Если 12 лет назад среди всех девочек, которые прошли анкетирование девушек, 19% отмечали, что никогда не посещали гинеколога, то на сегодняшний день проведенное исследование показало, что у гинеколога были уже все опрашиваемые, то есть, скажем так, все они, по крайней мере, находятся под наблюдением. Далее. Ну, среди тех, кто проходил гинекологические осмотры, ранее не все, а теперь все, примерно 20% все писали, что испытывали чувство неудобства при первом посещении гинеколога, врача, но на 20% врач-гинеколог произвел приятное впечатление.
Если за репродуктивным здоровьем девушек ведется такое, ну, в основном неплохое наблюдение, и на сегодняшний день все они охвачены, то за юношами такое вот наблюдение не совсем широкий охват имеет. И в прошлое исследование, 12 лет назад, более половины опрошенных молодых людей вообще не знают, что такое андролог. И те, кто знает, они получили свои, это тоже для нас было важно, свои знания на таких дисциплинах, как валеология, ранее преподавалась в нашем университете, основы социальной медицины, это уже на нашей специальности социальная работа, а теперь направление подготовки. И среди всех лиц мужского пола у андролога в прошлый раз побывал только один молодой человек, и он же указал на посещение уролога. В этот раз при сравнении у андролога побывали 2 из опрашиваемых, 5 были у хирурга, который их мочеполовую систему, скажем так, обследовал, и 2 у эндокринолога. То есть охват мужской части молодежи, он расширился, отсюда следует. Дальше, вот меня также интересовало, а вот сексуальный опыт у студентов. 12 лет назад постоянные были публикации в средствах массовой информации везде, что молодые люди очень ранее имеют половой дебют, что у них очень много различных сексуальных связей там и так далее. И я думала, ну вот правда, неправда, и вообще это как? На самом деле, я же не гинеколог, во-первых, я ушла из здравоохранения, во-вторых, я вообще врач-педиатр и работала участковым педиатром все годы, когда была врачом. Вот. Так вот, в моем тогда исследовании было выявлено, что 38 студентов на момент опроса вообще не начинали половую жизнь. А исследование, само анкетирование я проводила лично и в прошлый раз, и в этот раз, потому что такая тема тонкая, и рассаживала всех студентов по одному за стол, то есть чтобы они не видели, что пишет другой, и сама, то есть никто мне в этом не помогал. Вот, поэтому я так надеюсь, что, в общем-то, где-то они близко к истине все писали. И к тому же анкетирование было анонимным. И, значит, 38%, да? И на начало сексуальных отношений в 14 лет указал всего тогда один респондент, что это произошло в школе, значит. А в университете, что у них сексуальный первый опыт произошел, указали 37% респондентов. И вот более трети студентов сохраняли девственность. Почти все они, 90%, считали возможным для себя добрачные сексуальные отношения. Считали возможными. Из тех, кто начал половую жизнь, 8% состояли в браке, 11% указывали на наличие гражданского брака. И 36% имели постоянного полового партнера. Да, для 19% респондентов первый сексуальный опыт оказался единственным эпизодом. И только, значит, в прошлый раз 12% имели, ну, по несколько, к этому моменту, несколько половых партнеров. Я тогда сравнивала с другими данными литературными, эти, ну, вот то, что получено. И у меня получалось, что наши студенты, ну, они такие, значит, и более здоровые по репродуктивному здоровью, более целомудренную такой образ жизни ведут. И с коллегами-гинекологами обсуждала полученные данные довольно серьезно. Я говорю, а почему так получилось? Ну вот пишут одно, а у меня все-таки получаются другие цифры. И мне сказали, что, наверное, все-таки в ВУЗе, в высшем учебном заведении, учится все-таки элита молодежи. И, наверное, у них вот, ну и поэтому лучше вот эти вот показатели, и поведение какое-то более целомудренное и такое. Мы на этом согласились. Но что в этот раз? Я думала, у нас ведь эта тенденция в целом по Российской Федерации. На сегодняшний день к нам приходят абитуриенты, 70%, например, по нашему университету, не из школы, как 12 лет назад, а они приходят из средних специальных учебных заведений. Это вообще тенденция. То есть вот как раз вроде бы те, у которых должно быть там, ранний половой дебют там, и прочее. И я думала сейчас, проводя исследование, что так и будет. Оказалось, что цифры почти сопоставимые, и даже еще позже начинают молодые люди вступать
у них происходит вот, половой дебют и так далее, и меньше половых партнеров там и так далее. Я стала думать, а почему так-то? Ну, вроде бы как уже должно быть наоборот. И думаю, а может быть это потому, что они в виртуальной реальности теперь живут. Наверное, этим можно объяснить. Но я не знаю, но вот я так думаю, вот эти данные, как по-другому их объяснишь. Вот. Теперь дальше, значит. Отношение к аборту нами исследовалось. Также я преподаю биомедицинскую этику, и тоже и отдельные анкеты даю, и в той вот большой анкете оба раза были вопросы с этим связанные. Отношение, значит, к аборту. У большинства опрошенных в прошлый раз 67,6% было, а сейчас 52,5%. Значит, умеренная, то есть умеренная позиция, что аборт возможен при особых обстоятельствах на ранних сроках беременности. И все у вас зависит от ситуации. Неприемлемую позицию расцениванием как аборта, как где-то убийство в прошлый раз занимали 45% респондентов, а в этот раз почему-то только 29%. И 2% считали в прошлый раз, что плод является частью матери, то есть это вообще, ну, аборт это простая операция. Только 2% в этот раз никто так не считал. И вот смотрите, эти данные совершенно противоречат с полученными данными о том, что 35,5% опрошенных считают себя строгими приверженцами взглядов буддистов, да? А буддисты расценивают аборт как тяжкий грех, так как он приводит к изменению кармы. Это самый большой грех. И вот единственная религия, я тоже занималась лично этим вопросом, которая вообще просто запрещает, отвергает аборт, хотя говорят, что буддизм это философия, она такая, сказать, для всех все принимает, все взгляды. На самом деле нет. Именно то, что изменяет карму, это считается вот страшным грехом. И вот указывают студенты на то, что они буддисты, на самом деле пишут, в смысле, они считают себя буддистами, а пишут, что вообще в определенных ситуациях аборт возможен. И тогда такое, может быть, к репродуктивному здоровью не относящийся вывод, и давно я сделала, и он все время с годами подтверждается, что наши студенты, и, наверное, мы тоже многие, себя какой-то религии приверженцами считаем, а глубинных основ ее просто не знаем. Понимаете? Ну, по праздникам там соблюдаем ритуалы. Вот. А знания о технологиях, вызывающих вопросы биомедицинской этики, таких как суррогатное материнство, ЭКО, показали в прошлый раз 66% студентов, в этот раз 76%. То есть об ЭКО, там, о суррогатном материнстве нам говорят, кино показывают, познания растут. Дальше. При этом, значит, в будущем воспользоваться вот этими технологиями в прошлый раз 18% написали будут, а в этот раз меньше 10%. Я думаю, это потому, что был гендерный перекос, и девочки, может быть, к себе примеряли эти технологии, а мальчики, которых в этот раз было больше, от них больше отказывались. Знания в области контрацепции. Большинство респондентов, в прошлый раз 47%, не большинство, а 47%, а в этот раз 23%, сообщили, что имеют поверхностное представление о ней. То есть знания, соответственно, о контрацепции улучшаются среди молодежи. Они используют при сексуальных контактах методы контрацепции. Правда, если в прошлый раз 55%, но это указало всего, в этот раз 35%. Может быть, тоже действительно от того, что это больше все-таки молодые люди, и они более легкомысленно относятся к своему репродуктивному здоровью. 90% всех опрошенных и тогда, и сейчас используют презервативы. Если в прошлый раз на прерванное половое сношение указывали как метод контрацепции 22%, в этот раз никто не указал. И 1 человек в прошлый раз, а в этот раз 2 принимают гормональные контрацептивы. Ну, это, соответственно, девушки. Примерно одно и то же. Что хочу сказать дальше. Мы репродуктивные установки оценивали молодых людей. И если в прошлый раз, в будущем собирались иметь детей, хотя все хотели в прошлый раз иметь детей,
двоих в прошлый раз хотели иметь 52% опрошенных, в этот раз 38%. В прошлый раз троих хотели иметь 24%, в этот раз 17%. То есть репродуктивные установки, скажем так, ухудшаются, хотя проблемы-то демографические усиливаются, надо бы наоборот. Видимо, на это влияет экономическая и политическая и так далее ситуация. Но самое, я считаю, такое тяжелое, неблагоприятные полученные нам данные, 23,7% опрошенных в этот раз указали, что они детей не хотят иметь вообще. Хотя в прошлый раз, 12 лет назад, среди опрошенных таких просто не было. Вот. Ну и таким образом, к какому выводу мы приходим? Мы приходим к тому выводу, что репродуктивное здоровье подростков, а особенно их репродуктивные установки, вызывают у нас тревогу, и что необходимо какой-то комплекс мер создавать различного характера и работать на улучшение или выправление этой ситуации. Благодарю за внимание. Следующий доклад о состоянии акушерской гинекологической службы Республики Бурятия Лейван Кай Аурика Вячеславовна, консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Октябревич, уважаемый президиум, уважаемые гости, уважаемые участники конференции. В первую очередь, от себя лично я хотела бы поздравить свою альма-матер с такой знаменательной датой. Это 90 лет со дня образования Бурятского государственного университета, где я получила свое образование, закончила медицинский факультет в 2009 году, пройдя интернатуру по специальности акушерства и гинекология. И выразить, конечно же, Александру Октябревичу слова благодарности и пожелать дальнейшей плодотворной работы, успехов, да, всем студентам. И, конечно же, это значимый вклад работы медицинского института в кадровом обеспечении системы здравоохранения не только Республики Бурятия, но и за ее пределами. Свой доклад я хотела бы осветить, в своем докладе я хотела бы осветить актуальные вопросы акушерской гинекологической службы в Республике Бурятия, целью которой, конечно же, является это сохранение здоровья в первую очередь женщины, да, и рождение здоровых детей. Миссию мы свою определить должны следующим образом: это создание эффективной системы оказания медицинской помощи женщинам, которая основана в первую очередь на индивидуальном подходе, профессионализме каждого специалиста и на командной работе. Все мы знаем, да, что в Республике Бурятия организованно существует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, которая представлена на данном слайде. Во-первых, это 21 отделение на уровне центральных районных больниц. Да? Акушерский стационар второго уровня – это городской перинатальный центр, в котором оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь женщинам. И третий уровень – это республиканский перинатальный центр, где, в состав которого входит акушерский дистанционный консультативно-диагностический центр. Коечный фонд каждого из уровней представлен также на данном слайде. Но в настоящее время, да, мы все знаем, что демографическая ситуация она имеет негативные тенденции. И впервые в 2021 году зарегистрирован отрицательный естественный прирост. Конечно, это обусловлено и уровнем смертности, который был связан с новой коронавирусной эпидемией, пандемией новой коронавирусной инфекции. И мы видим, да, снижение количества родов в нашей республике. И по итогам работы 2021 года количество родов уже составило менее на 638. Если брать уже 8 месяцев настоящего года, то меньше за аналогичный период прошлого года, также на 659 родов. Но показатель нормальных родов, он нас радует, он выше, чем в среднем по России, составляет 32%. По уровням распределения мы видим, что большинство родов у нас порядка 42-43% проходит на втором и третьем уровнях оказания медицинской помощи. Это городской и республиканские перинатальные центры. Еще одна тенденция, которая имеет негативный характер, это, конечно же, кадровое обеспечение не только, всей системы здравоохранения, да, но так, то, что нам более близко, это, конечно же, врачи-акушеры-гинекологи, обеспеченность врачами-акушерами-гинекологами на 10 тысяч женского населения в Республике Бурятия по итогам 2021
2021 года составил 3,3, что ниже общероссийского. И мы видим такую же ситуацию по врачам смежных специальностей, это врачи-анестезиологи, реаниматологи, да, врачи-неонатологи, врачи-педиатры. Ну и, конечно же, это наши помощники, это средний медицинский персонал, это акушерки. Переходя к анализу показателей работы службы, да, конечно же, первый интегративный показатель работы – это показатель материнской смертности. И 2021 год, в период пандемии, когда в период третьей волны, дельта-волны, в Республике Бурятия всего погибло 7 женщин, да, но непосредственно от новой коронавирусной инфекции погибло 5 женщин. И показатель материнской смертности мы видим, он пришел к уровню начала 2000-х годов. Ну, такая ситуация, она, конечно, была и по всей стране. По результатам 8 месяцев показатель у нас тоже неутешительный, 28,66. Конечно, он ниже, чем прошлогодний, но все-таки это нисколько нас не красит, да, обозначает определенного рода новые задачи. Да. В 50% случаев это опять же была новая коронавирусная инфекция, это один случай. И второй случай, это случай тяжелой преэклампсии, развитием экламптического статуса и гибелью родильницы. Ну, следующий показатель – это показатель преждевременных родов. Да, на протяжении 3 лет мы видим стабильно высокий показатель, он выше, чем в среднем по России. Более подробно его осветит следующий докладчик. Да. И, по характеристике, конечно же, это чаще спонтанные, да, непредсказуемые, скажем так, преждевременные роды. В паритете следует отметить, что это женщины, как правило, повторно родящие. Большинство из них, более 2/3, заинтересованы, они своевременно стоят на диспансерный учет, да, то есть процент реальной неявки более 60%. Но, опять же, треть из них имеет различные соматические заболевания. В первую очередь, конечно же, это инфекция мочевыводящих путей, которая принадлежит первое место в структуре причин, да, и заболевания системы крови, это анемия. Так. Говоря о выполнении показателей федерального проекта, да, где показатель определен процент преждевременных родов, которые происходят на третьем уровне, у нас этот показатель достигнут, он свыше 51% по итогам 2021 года. В 2022 этот показатель у нас должен быть не менее 53%. Еще один такой момент, да, это экстремально ранние преждевременные роды в сроке до 28 недель, да, которые дети, рожденные в результате этих родов, тем более на первом уровне, составляют высокий процент в структуре перинатальной, младенческой смертности. Да. О портрете данных пациентов мы тоже имеем определенного рода представления. И здесь мы тоже, как врачи, должны уделять должное внимание пациенткам, которые относятся к группе риска по развитию данного осложнения беременности. Ну, о мерах профилактики, я думаю, что врачи, акушеры, гинекологи прекрасно знают. И тоже выделенная красной хотела бы обратить внимание, что мы должны заканчивать работу женщины не по факту завершения ее беременности, тем более в недоношенном сроке, да, проводить меры по реабилитации данных женщин, да, и в последующий раз, чтобы мы с ней встретились не в очередную беременность, а мы же ее к этому подготовили, да, то есть соответствующая предгравидальная подготовка, работа с семьей, да, санация очагов инфекции и так далее. Следующий немаловажный показатель – это показатель перинатальной смертности. Да, итоги 2021 года достаточно такие сопоставимые с российскими показателями, но 8 месяцев 2022 года у нас, конечно, неутешительный показатель значительно вырос, составит 10,8. И в абсолютных числах, когда мы анализируем, конечно, если в 2021 году за 12 месяцев произошло 63 случая мертворождения, то в 2022 году мы уже имеем данную цифру, а впереди еще есть время, скажем так, да, поэтому тоже призываю врачей, гинекологов к работе профилактики данного осложнения. Следующий показатель – это критические акушерские состояния, да, введен он относительно недавно, и мы видим, да, нижний пункт данной таблицы, что у нас намечена тенденция к росту, но здесь цифра не в том, что у нас растет число случаев, а у нас определенный перечень заболеваний, да, которые относятся к
категории критических акушерских состояний, в том числе до кровопотери свыше литра, это уже категория КАС, ну, которую ранее мы не относили к данному понятию. И в структуре, конечно, отличается это, в первую очередь, первое ранговое место принадлежит это гипертензивные расстройства в период беременности, это преэклампсия, эклампсия и кровотечение. Так, 2022 год мы уже к настоящему времени зафиксировали, да, и у нас есть определенный регистр, когда ежедневно мониторируется профилем НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова. Все эти сведения ежедневно передаются, и вот на сегодняшний день эта цифра составляет 110 случаев. При анализе оценочных индикаторов, да, рекомендуемые в настоящее время показатели, соотношение показателя материнской смертности к уровню критических акушерских состояний составляет 1 к 46. Соответственно, ну, к настоящему дню мы имеем этот показатель 1 к 55. И чем выше показатель в знаменателе, да, тем лучше, скажем так, для нас. Переходя к анализу гинекологической заболеваемости, да, тоже мы видим, что численность населения Республики Бурятия снижается количество женщин фертильного возраста. Для женщин с гинекологической патологией у нас также организована трехуровневая система оказания медицинской помощи, это центральные районные больницы. Значит, вторым уровнем в настоящее время определена ЧУЗ, клиническая больница РЖТ медицина города ОМВД. И третьим уровнем это республиканский перинатальный центр. Коечный фонд актуален на сегодняшний день, он представлен на слайде. Ну, учитывая ситуацию с передачей здания гинекологического стационара по улице Солнечная республиканского перинатального центра, мы видим очень высокие показатели оборота койки в ЧУЗ РЖД, да, что, соответственно, отражается на показатели работы койки и на среднем дне пребывания больного, да, то есть когда пациентки достаточно рано выписываются, в том числе и после оперативного лечения, как выполненного лапароскопическим, так и лапаротомическим доступом. Значит, по структуре и при анализе заболеваемости, да, по стат-данным следует обратить внимание на что в 2021 году мы имеем снижение показателей таких заболеваний, как воспалительные, да, фоновые заболевания шейки матки и некоторое снижение показателей женского бесплодия. Но в то же время есть некоторый рост таких заболеваний, как эндометриоз, расстройство менструальной функции. Ну, в какой-то степени можно рассуждать на тему того, что, разбираясь в причинах, да, что год достаточно стрессовый, да, период пандемии, роста смертности, да, поэтому в какой-то степени может отражаться и на заболеваемости у женщин. Ну и завершая свой доклад, конечно же, какие стратегические задачи должны быть определены для нас, как для врачей, акушеров, гинекологов. Конечно же, это, во-первых, начинать нужно с рождения и с детского возраста. И здесь не только работа врачей, акушеров, гинекологов, да, у нас конференция с участием врачей-педиатров, да, и врачи-педиатры тоже выполняют огромную роль в данном вопросе. Про меры по снижению профилактики абортов, эффективности до абортного консультирования. Да, про вопросы послеродовой реабилитации я тоже ранее озвучивала. Вот хотела бы обратить внимание о повышении компетенции врачей-специалистов, которые работают на первом уровне. Данное замечание у нас, опять же, легло в аналитический отчет НМИЦ акушерства и гинекологии, который прошел не так давно. Да. Врачи-специалисты у нас работают в большинстве своем по одному, и поэтому здесь они не просто должны выезжать на второй или третий уровень с целью повышения своих компетенций, оголяя район, да, но и врачи, работающие на втором-третьем уровне, соответственно, должны в этот период времени быть направлены, да, для оказания практической помощи в центральной районной больнице. Конечно, эта мера будет способствовать тому, чтобы снижать моменты деквалификации врачей на центральных районных больницах, потому что в настоящее время у нас, конечно, исключены плановые оперативные вмешательства, да, на первом уровне, и это влечет определенные тоже такие негативные моменты. И такие выездные мероприятия должны быть, конечно же, проведены согласно определенного рода графикам. Повышение уровня качества оказания пациенткам с гинекологической патологией, это продолжение работы, да, в рамках реализации проекта по цитологическому скринингу, маммографическому скринингу. Так, ну и озвучив задачи, конечно же, необходимо сказать о возможных и путях решения данных задач.
Акушерство и гинекология – это самая зарегламентированная специальность из всех, да, что действительно нам в определенной степени помогает, облегчает, но каждый случай, мы сами понимаем, с вами индивидуальный. И сейчас 21 век, да, есть максимальное количество возможностей для врачей, да, чтобы повышать уровень своего самообразования. Да, то есть сейчас каждый работает на автоматизированном рабочем месте. Скачать на свое рабочее место рубрикатор клинических рекомендаций имеет возможность каждый. Скачать свой смартфон, опять же, тот же самый рубрикатор клинических рекомендаций, я тоже считаю, обязан каждый врач-специалист, что позволит ему даже в период приема снизить вероятность назначения каких-то ошибочных назначений в части обследования, лечения пациента. То понятие, которое появилось тоже не так давно, да, что мы переживаем сейчас в период инфодемии, когда пациент агрессивен, родственники пациента достаточно агрессивны, да, и требуют, что врач, медицинское сообщество обязаны, что бы то ни было сделать по их первому зову и обращению. Да, поэтому максимально правильные, выстроенные коммуникации с пациентками, да, с их родственниками тоже позволит в определенной степени облегчить работу врачей, акушеров, гинекологов и не только. Что ранее было сказано, да, о делегировании возможностей, да, врачам общей практики, да, то же самое мы можем и научить среднемедицинских работников, акушеров, фельдшеров, да, и поэтому в условиях кадрового дефицита это тоже будет способствовать грамотному распределению и повышению качества медицинской помощи. Далее, значит, про АТПК ранее озвучила Ольга Анатольевна. Да, конечно, в настоящее время у нас ведется и актуализирован список, да, женщин, которые имеют противопоказания относительные и абсолютные к вынашиванию беременности. Работа с женщинами, да, которые находятся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, это особая группа пациентов, которая требует, да, более тщательного, скажем так, наблюдения не только в период беременности, да, но и это пациентки с гинекологической патологией, которые регулярно не ходят на медицинские осмотры, не обращаются за медицинской помощью. Да? То есть это с данными пациентками должен быть вестись более активный патронаж. Не просто однократно позвонили и пригласили на прием, да, а более активный патронаж этих пациентов. Внедрение работы, да, ВИМИС Кинео, это вертикально интегрированная медицинская информационная система. В настоящее время в республике доступ имеют, ну, не все специалисты, хотя охват должен быть около 100%. Конечно же, это полный анализ всех критических акушерских состояний, которые произошли. Да? Конечно, разбирать эти случаи проще и приятнее, нежели разбирать случаи материнской смертности. Ну и, конечно же, положительным моментом, чего мы все очень ждем, это возобновление работы гинекологического стационара по Республиканского пренатального центра по адресу Солнечный 4А. У меня все на этом. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Ольга Вячеславовна. Следующий доклад – анализ состояния здоровья женщин с преждевременными родами в Республике Бурятия. Чиндаржиева Марина Петровна, кандидат медицинских наук, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Бурятия, заместитель главного врача ГАУС Республиканский перинатальный центр. Уважаемый Александр Октябрьевич, уважаемые коллеги, небольшой анализ преждевременных родов по Республике Бурятия. Но для начала дефиниции. По недонашиваниям или преждевременными родами принято считать самопроизвольное прерывание беременности в сроки от 22 до 36,6 недель, сопровождающиеся рождением детей с 500 грамм до 2,5 килограмм, ростом от 35 до 45 сантиметров и признаками незрелости. Актуальность преждевременных родов в первую очередь обусловлена тем, что в 70% преждевременные роды обуславливают неонатальную смертность, в 36% это младенческая смертность, то есть до года
треть детей, которые родилась преждевременно, погибает. И отдаленные неврологические последствия, они могут сохраняться у 25-половины случаев всех рожденных преждевременно детей. И, безусловно, наибольшая смертность при преждевременных родах обусловлена экстремально низкими, экстремально ранними преждевременными родами от 22 до 23,6. Посмотрите, 97-98% таких деток погибает, несмотря на уровень оказания медицинской помощи, на своевременность госпитализации и так далее. Это неуправляемая часть. А те детки, которые родились на сроке 24-25 недель, 55% выживают, но только треть из них не имеет неврологических расстройств к 18-22 неделям жизни. Итак, характеристика преждевременных родов состоит из экстремально ранних преждевременных родов, которые составляют в среднем 5% в структуре всех преждевременных родов. Ранние преждевременные роды до 31,6 недель 15%. Но и более благоприятный прогноз как для ребенка, так и для дальнейшего развития имеют, конечно, преждевременные роды с 32 до 36,6%. И с одной стороны, вот 60% это поздние преждевременные роды, но на что хочу обратить внимание, они влияют на качество жизни детей. Преждевременные роды, так же как задержка развития плода, тяжелая преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, с 2009 года нашим знаменитым перинатологом Роберто Ромеро введена в касту больших акушерских синдромов, которых объединяют неизвестные причины, чаще всего они множественные. Диагноз эмпиричен, лечение либо не существует, либо методы лечения обсуждаются, прогноз непредсказуем. Ну и, конечно, колоссальные затраты на лечение таких больных. И, конечно, в основе все-таки лежит нарушение ремоделирования спиральных артерий, то есть это дефективная плацентация еще на сроке 7-8 недель, на которые мы, к сожалению, не можем воздействовать. В дальнейшем выпускается оксидативный стресс, воспаление как специфическое, неспецифическое, иммунологическая дезреактивность, гормональные, генетические и эпигенетические нарушения. И доказанными предикторами преждевременных родов, а мы сейчас работаем на основе доказательной медицины, является в первую очередь наличие в анамнезе преждевременных родов. Вот если в анамнезе одни преждевременные роды, последующий риск в 4 раза увеличивается, а если двое, посмотрите, в 6 раз. Преждевременные роды у матери, пациентки, синдром внезапной смерти ранее рожденных детей, поздние репродуктивные аборты, применение ВРТ, аномалии развития, патологии, шейки матки, кровотечение мочеполовая и, конечно, это истмико-цервикальная недостаточность. Эпидемиология преждевременных родов. Вот несмотря на успехи медицины, посмотрите, Швейцария, насколько развитая страна, но тем не менее уровень преждевременных родов у них составляет 7,3%, США 12%, Россия, данные 2020 года, 5,9%, Республика Бурятия, данные 2020 года для сравнения, 7,7%. Ну и, конечно, наименьший процент преждевременных родов имеет Финляндия и Япония. И за последние, с 2013 года до 6 месяцев этого года в абсолютных числах у нас ежегодно проходит порядка 1000 преждевременных родов. За 6 месяцев прошло 414. И частота преждевременных родов, к сожалению, с 2019 года она не имеет тенденции к снижению. И ежегодно
у нас проводится ретроспективный анализ всех преждевременных родов в Республике Бурятии. Достаточно по характеристике родильниц, родов и по состоянию завершения беременности мы можем сказать, что, как правило, это повторно родящие. Средний возраст 36 плюс-минус 3 года. Это женщины в трети случаев, состоящие в незарегистрированном браке и домохозяйки. И, как правило, в 72% это спонтанные преждевременные роды, в 29% начавшиеся с преждевременного разрыва плодных оболочек. Но и 28% это индуцированные роды в силу определенных обстоятельств. Либо задержки развития плода, либо тяжелой преэклампсии. И 53% преждевременных родов заканчивается оперативно. То есть это рубец на матке и в дальнейшем, конечно, определенные проблемы. Ну и на что хочу обратить внимание. После вспомогательных репродуктивных технологий преждевременные роды происходят в 7%, врожденные пороки развития 4%, и 32% этих женщин имеют соматическую патологию. По Республике Бурятия реализованные факторы риска, и посмотрите, социально-демографическим фактором относится в первую очередь возраст. Вот то, что наши женщины стали отлаживать рождение своих детей на определенное время, привело к тому, что 40% факторов риска преждевременных родов обусловлено возрастом пациентки. После 35, после 40, после 45 лет и наличие в анамнезе абортов. Способствующих преждевременным родам относится, конечно, инфекция, цервиковагинальная инфекция, которая является триггером преждевременных родов. 32, посмотрите, 29, 27. Ну и на что обратить внимание, это определенная когорта женщин социально неблагополучных, употребляющих алкоголь и курящих, поскольку вредные привычки, они являются также факторами преждевременных родов. Ну и, конечно, отсутствие предгравидарной подготовки 25-28. Но это вот данные прошлого года. С этого года мы ввели новую документацию, доктора знают, 11.30, где очень четко при каждом опросе, когда женщина стоит на учет, у нас есть графа. Готовилась ли женщина к беременности, проводилась ли предгравидарная подготовка. И я думаю, что по анализу следующего года вот эта цифра, она увеличится, я думаю, в 2-3 раза, потому что у нас, как правило, не проводится квалифицированной предгравидарной подготовки. Ну и одним из индикаторов нашей государственной программы развития детского здравоохранения является маршрутизация женщин с преждевременными родами на 3-й уровень. Коль приключилась такая ситуация, такие пациенты должны быть родоразрешены в самом совершенном перинатальном центре, где есть квалифицированные доктора, где есть высокочастотная ИВЛ, где есть курасур. И по словам вот профессора Родзинского, такие дети должны прибыть на 3-й уровень в самом совершенном кувезе. Это живот матери, в утробе матери. Так же, как транспортировка, по словам главного внештатного неонатолога Дмитрия Олеговича Иванова, даже между отделениями транспортировка, она ухудшает клинические исходы для новорожденного в 13 раз. Поэтому у нас половина преждевременных родов проходит на 3-м уровне. И посмотрите, к 2023 году мы должны 70% всех преждевременных родов концентрировать на перинатальный центр. И вот по данным анализа хотелось бы сказать, что каждый случай преждевременных родов мониторируется. Пока женщина поступила, пока ее везут,
обязательно ведется карта эвакуации. И посмотрите, по дороге обязательно оказывается медицинская помощь. Если есть возможность остановить эти роды, мы их делаем. Посмотрите, нуждалось в таколизе и проведено практически всем. И причем используется препарат доказанный, самый сильный, это атазибан. Профилактика РДС, поскольку мы готовимся к рождению ребенка с незрелыми, проводится профилактика РДС, поскольку обязательно у нас должна быть экспозиция, мы должны дать шанс ребенку для созревания легких. Ну и насколько высокий уровень, несмотря на все наши этапы эвакуации, таколиза, высокий уровень мертворождаемости. И еще на что хотелось бы обратить внимание, сверхранние преждевременные роды. В любом случае они должны быть из дальней нашей Оки или Северобайкальска, в любом случае они должны быть эвакуированы, поскольку дать шанс ребенку нужно. Но ежегодно в течение 3 лет у нас проходят сверхранние преждевременные роды на первом этапе. И вы прекрасно знаете, что основными противопоказаниями транспортировки является кровотечение либо состояние женщины. Так вот, пофамильно все женщины. И вот здесь я хочу сказать, что посмотрите, насколько роды проходят стремительно. Поступило в потужном периоде, роды на дому, стремительные роды, да. Тяжелейшая фетоплацентарная недостаточность, которая обуславливает преждевременные роды. 27 недель, вес ребенка 178 грамм. А кроме этого, велика толика социально неблагополучных женщин. Вот посмотрите, отравление суррогатами алкоголя, алкогольно-никотиновая интоксикация. Смотрите, ну чуть и не стояла, похоронила, захоронила ребенка, труп не найден. Ну, вот такое ощущение, что читаешь криминальные сводки. То же самое в этом году. Посмотрите, кровотечение, роды на дому, порог развития, на учете не стояла, поступила с полным открытием, алкогольная зависимость, на учете не состояла. Таким образом, за 3 года при анализе сверхранних преждевременных родов, которые произошли на первом уровне, то есть в центральных районных больницах, выявлено, что почти треть этих женщин злоупотребляла алкоголем, курила, вплоть до развития токсического гепатита, либо лишенные материнских прав, либо имеющие психические заболевания. 16% таких родов произошло на дому. 35% поступили во втором периоде родов, из них 88 повторно родящие. 88, причем основная это 6-е, 7-е, 5-е, 4-е роды. Это многорожавшие женщины. И 62,5% обусловили перинатальную смертность. И, конечно, со стороны организации здравоохранения мы проводим определенные превентивные мероприятия. В частности, у нас имеется алгоритм ведения беременных с риском преждевременных родов. Это мониторинг ВДКЦ, это индивидуальный план ведения. В дальнейшем это обязательно скрининг мочеполовой инфекции при необходимости лечения. Обязательно цервикометрия, начиная с 11-13 недель и затем, начиная с 15-16 недель, при необходимости каждую 1-2 недели. Ну и, конечно, к доказанным факторам профилактики относится назначение прогестерона и при наличии доказанной истомикоцервикальной недостаточности установка акушерской писарии. И при развитии родовой деятельности на первом уровне немедленный доклад после того, как женщина будет осмотрена, при котором обсуждаются возможности эвакуации, таколиза, подготовки сульфактанта плода. Карта эвакуации ведется. В дальнейшем, после завершения случая, первый уровень отправляет донесение о преждевременных родах. Вот как раз по донесениям о преждевременных родах мы проводим анализ.
Ну и доказанными методами предотвращения преждевременных родов, еще раз говорю, относятся два метода. Это назначение прогестерона. Вот Роберто Ромео еще в 2018 году, проведя огромный метаанализ, написал, что вагинальный прогестерон снижает риск преждевременных родов вот на таких сроках. И второе – это наложение либо цервикального, либо абдоминального серкляжа, либо наложение акушерского писария. И вот данные по нашему перинатальному центру, посмотрите, за последние 3 года есть микоцервикальная недостаточность, как нозологическая форма имеет место быть. И такие женщины еще на сроке 12 недель госпитализируются, при необходимости накладывается цервикальный серкляж, либо акушерский писарий. Вот. Кроме этого, к методам прогнозирования относится пренатальный скрининг, комбинированный, при котором не только хромосомная патология, но и возможность самопроизвольного прерывания беременности. Кроме этого, хочу сказать, что изыскиваются средства для прогнозирования преэклампсии как одного из факторов индуцированных преждевременных родов. Так вот, еще в 2016 году в английском медицинском журнале 14 стран, в дальнейшем Норвегии, заявила о том, что есть метод прогнозирования преэклампсии. Это соотношение растворимой тирозинкиназы, знаете, да, и плацентарного фактора роста. Так вот, в июне этого года буквально был утвержден новый тариф по ОМС в Республике Бурятии, и мы имеем возможность сейчас прогнозировать преэклампсию. Ну вот буквально на прошлой неделе у нас в ковидном госпитале лежит пациентка, лежала, вернее, пациентка, ковид-ассоциированная пневмония, КТ1, и у нее трансаминазы 700, 500, при этом протеинурия небольшая. И вот все-таки дифференцировать, что это, ковид-ассоциированная гепатопатия или это начинающийся HELP-синдром, что нам с ней делать, оставляем в ковидном госпитале или мы все-таки его переводим в ковидный стационар для беременных. Вот здесь очень большое подспорье вот сыграл вот этот тест. Он показал 4,2. То есть мы спокойно эту женщину оставили в ковидном госпитале. Dальше. Все методы профилактики преждевременных родов, они делятся на управляемые и неуправляемые. Безусловно, мы не можем воздействовать на возраст пациентки, да, на многоплодие, ВРТ, синдром внезапной смерти, то, что было. Но мы можем воздействовать на вредные привычки. Мы можем выявить и своевременно прервать, скажем, беременность врожденными пороками развития. Мы можем профилактировать тяжелую преэклампсию, мы можем выявлять и лечить цервиковагинальную инфекцию. И в протокол предгравидарной подготовки, коллеги, входит обязательно посещение стоматолога и санация полости рта, потому что пародонтит относится к предикторам риска преждевременных родов. Это тоже важно. И 83 систематических обзора Кохрейновской библиотеки, которая говорит об тех мероприятиях, которые имеют либо явную пользу, либо возможную пользу. Так вот, посмотрите, скрининг, я заканчиваю, скрининг и лечение инфекции, наложение швов на шейку, антибиотики при инфекции почек, прекращение курения, дотация, возможно, витамина D, все это относится к способам предотвращения преждевременных родов. И только когда факторы, лежащие в основе недоношенности, будут полностью понятны, тогда могут быть сделаны попытки их предотвратить.
Так вот, заканчивая вот это последний слайд, я хочу сказать, что нам, медицинской общественности, и я думаю, что молодежь подрастающая здесь находится. Так вот, что мы можем сделать для снижения преждевременных родов в республике? Конечно, я думаю, что это предгравидарная подготовка, грамотная. Это подход любой молодой семьи к планированию их желанного здорового ребенка. Кроме этого, цервиковагинальная инфекция, она должна быть своевременно выявлена, она должна быть пролечена. Ну и, конечно, информирование и информирование. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Большое спасибо, Марина Петровна. Следующий доклад Чемидаржиева Татьяна Намжиловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры, заместитель главного врача Республиканской больницы имени Семашко. Татьяна Намжиловна, просьба соблюдать регламент, товарищи, мы уже на час опаздываем, да, и получасовые, конечно, лекции уже позволить себе не можем. Поэтому, извините, придерживайтесь регламента. Тема доклада — цитологический скрининг рака шейки матки. Нерешенные проблемы. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, Александр Октябрьевич, всем здравствуйте. Я постараюсь очень коротко и самое основное. Коллеги, обратите внимание на эту диаграмму. Смертность от злокачественных новообразований женского населения 20 год. Слева у нас Республика Бурятия. Смертность от рака шейки матки превышает в 2 раза, чем показатели по России. На диаграмме четко видно. 12 в Бурятии, в России 6. Коллеги, следующее. По данным 2020 года, смертность самая высокая от рака шейки матки в Дальневосточном федеральном округе, где мы с вами уже, так сказать, проживаем несколько лет. И мы среди дальневосточников самые первые по стране. Вот эти вот 3 региона в тройке лидеров по раку шейки матки по смертности. Смотрите, Республика Бурятия 12,4, Республика Тыва, правда, она в Сибирском федеральном округе, и Забайкальский край. Коллеги, это надо знать. Ну, этот слайд многие доктора знают. Смотрите, пожалуйста. Смертность от рака шейки матки, я сравниваю показатели Дальневосточного федерального округа, Сибирского и России. Красный столбик — это наша Бурятия. Смертность превышает практически в 2 раза показатели в остальных, скажем, регионах. Заболеваемость то же самое. Красные столбики — это Республика Бурятия. Коллеги, неприятно все это видеть, неприятно все это слышать, но, тем не менее, солеви, жизнь такова. Но мы работаем. Цитологический скрининг, что это такое? Я вижу, что очень много студентов в зале. Цитологический скрининг, он проводится вообще для раннего выявления предраковых состояний и рака шейки матки. Скрининговое исследование направлено на доклиническое обнаружение патологии. То есть при проведении цитологического скрининга мы с вами должны женщину, ну, скажем, такое слово некрасивое поймать на стадии предрака. И выявление рака шейки матки среди женщин, регулярно подвергающихся скринингу, следует рассматривать как признак недостаточной эффективности исследований. Коллеги, следующее. Диагностика неоплазий, то есть тех предраковых состояний, которые мы называем ЦИН, ЛСИЛ, ХАЙСИЛ, доктора уже знают это все. Диагностика в этих состояниях только тогда возможно при получении адекватного материала. Я специально поставила этот рисунок, вынесла сюда. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, схематичное изображение шейки матки. Шейка матки выдается в влагалище. Смотрите, что такое крипты. Вот они, крипты, эти углубления в цервикальном канале. До сих пор многие доктора не понимают, что такое есть там крипты, и анализ нужно брать очень так, ну, скажем, адекватно, чтобы щеточка, материал, вернее, попадал на щеточку из этих крипт. Не просто там зайти и выйти этой щеточкой, прямо вот походить, там хорошо. И скрипт тоже
биологический материал, чтобы попал на стекло или в стабилизирующую жидкость при проведении жидкостной цитологии. Еще раз по неадекватным и неинформативным мазкам. Коллеги, очень много проходит мазков неадекватных. Вот я всегда вижу, недавно была в командировке в Баргузине, там буквально 30% неадекватных мазков. У нас акушерки не умеют брать мазки. Ну, что сделаешь? Учим, есть кураторы, которые курируют эти районы, работаем. Еще раз, уважаемые коллеги, вот тут присутствующие, я вижу очень много докторов, работающих прямо на местах. Теперь посмотрите, я еще раз хочу на чем остановиться. Смотрите, еще раз по подбору инструментов. Красным выделено те две щетки, которыми мы должны забирать мазки на традиционную цитологию. Видите, вот это вот цервикс браш, вот она. И, пожалуйста, цитобраш, щетка, которая проходит по эктоцервиксу, по всей зоне трансформации. И вот эта вот отдельная щетка, которая заходит в цервикальный канал. Коллеги, еще раз, красным – это для традиционной цитологии инструменты. Второе, зеленым, вот эта вот щеточка, называется цервик браш комби. Обратите внимание, я каждый раз показываю, что центральная щетина, она достаточно длинная, с такими вот поперечными щетинками, еще если приглядимся, она хорошо тоже вводится в цервикальный канал, захватывает весь материал и скрипт. Коллеги, еще раз прошу обратить внимание и доводить эту информацию для среднего персонала тоже, потому что средний персонал больше половины скринингов проводит в республике. Следующее. Какие бывают ошибки? Ошибок бывает много. И я выделила тут 5 этапов ошибок, коллеги, тоже надо знать. Уважаемые доктора, уважаемые студенты старших курсов, вы все будете работать, такие вещи тоже знать. Первое. Это не все, вернее, клетки не попадают в соскоб. Вся патология начинается на уровне базальной мембраны, в нижних слоях многослойного плоского эпителия. Поэтому я всегда говорю докторам, фельдшерам, акушеркам, гладить шейку матки не надо. Надо хорошо мазок брать до кровавой росы, чтобы получать клетки с базального и парабазальных слоев. Следующее. Щетка не захватывает ту зону патологическую. О тех щетках я показала. Вот этой щеткой по клинорекомендациям последним брать одной не надо. Надо брать 2 щетками. Показала все это на предыдущем слайде. Следующее. Неправильно мы наносим, или материал не попадает на стекло, коллеги, и это бывает. Раз что-то там отпечаток поставили, и все, и отправили. Следующее. Ну, конечно же, цитологическая картина исследователем должна трактоваться верно. Поэтому я всегда говорю на встречах с главными врачами, заместителями, что обратите внимание на подготовку своих цитологов. Это очень важный момент в нашей работе. И следующее – это фактор прерывания лечебно-диагностического процесса. Вот на этом слайде я хочу тоже остановиться поподробнее. Посмотрите, я вот не зря ввела республику, господи, Финляндию и Германию. Посмотрите, пожалуйста. Вот среди всех указанных этих стран смертность и заболеваемость в Финляндии низкие цифры, мы все видим. А почему? Да потому что у них охват 93%. То есть они практически 100% женщин в своей стране охватывают скринингом. У нас такого не было, но мы к этому стремимся. Поэтому у нас есть женщины, которые десятилетиями, годами не посещают гинеколога, и у них не берутся, не производится забор материала на цитологическое исследование. Коллеги, Германия смотрим. Ну, видите, интервал у них 5 лет, возраст 30-60 лет. Ну, как они решили, но зато у них заболеваемость, смертность, низкие цифры. Германия, посмотрите, пожалуйста, Германия, они делают каждый год, ежегодно, охватывают половину женщин. Конечно, у них заболеваемость и смертность высокие. Поэтому мы тоже сделали выводы в Республике Бурятия. Следующее. Тут я хотела сказать, что все-таки у нас нет единой программы в России цитологического скрининга, и, в общем, поэтому нам очень трудно, но, тем не менее, мы все-таки решили начать в республике свой проект по пилотному выявлению ранних форм рака шейки матки и предраковой патологии. Коллеги, ну вот я хочу сказать, что вообще регламентирующего документа нет. Просто я хочу обратить внимание, порядки нашей работы в акушерстве и гинекологии. Смотрите, скрининг проводится женщинам, делят на возрастные группы 21-29 лет, 1 раз в 3 года. Следующая группа 30-65 лет, 1 раз в 5 лет. Вы видите как?
Следующее. Есть приказ по диспансеризации. Там вообще тоже очень интересно написано. Смотрите, в возрасте 18 и старше осматривается анатом-акушер-гинекологом, берутся мазки в возрасте 18-64 года, один раз в 3 года. Вот у нас было много приказов с 2019 года в социологическом скрининге об эффективности, даже вот у нас назначались кураторы, в район мы выезжали, учили, но тем не менее мы все-таки решили эти многочисленные приказы в один приказ объединить 532-21 года. Он там, по-моему, на 25 страницах. Прошу, пожалуйста, еще раз, кто вообще заинтересован в этой проблеме, кто работает, еще раз взять, вспомнить и пролистать. Ну, по поводу нашего скрининга, что у нас было коротко? Конечно, это приказы, документы были назначены кураторы во все ЦРБ, во все городские поликлиники, и мы начали работу. То есть была достаточно большая работа проведена, кураторская. Ну и самое главное, смотрите, профилактическая работа в каком плане? Мы стали работать с местным населением как? Через женсоветы, собирали совещания на уровне глав муниципальных образований. То есть буквально руководитель поселения небольшого села, он тоже принимал участие для того, чтобы каждая женщина пришла и сдала мазок на онкоцитологию. Ну вот это мы работаем, просто факты, фотофакты. Ну, вот такой отчет нам каждая женская консультация присылала. Конечно, она такая у нас громоздкая, но мы работаем над ней. Следующее, итоги нашего проекта. Посмотрите, коллеги, пожалуйста, 19, 20, 21 год. Красным столбиком это все выявлены раки в абсолютных цифрах. Обратите внимание на голубые столбики, которые я ввела желтым. Вот это те женщины, которые диагностирована патология на стадии преинвазивного рака, то есть нулевая стадия рака. То есть они уже у нас излечены, и у них не будет рака шейки матки инвазивного. Ну, цифры такая за 3 года 226. Представляете, 226 женщин не заболеют раком шейки матки. Это итоги нашей работы. Коллеги, я думаю, что, в общем-то, проект идет, и он будет дальше продолжать. И при поддержке Минздрава, РБ мы вот работаем. Ну, что я хочу сказать. Конечно, этот проект мы впервые в нашей республике так запустили. Видите, какие цифры были по смертности и по заболеваемости. Значит, и какие-то выводы все равно делаются. Мы выявили слабые и сильные стороны. Слабые стороны прежде всего. Коллеги, что это такое? Так, не говорите. Ну ладно. Первое. Нет мотивации у наших дам. Ну нету и все. Вот такие мы в Бурятии живем. Мне почему-то кажется, вот такие мы в Бурятии. В остальных регионах они получше. Коллеги, и поэтому вот сидящие в зале каждый, сегодня задумайтесь, пожалуйста, у каждого есть сестра, у каждого есть подружка, у каждого есть двоюродная сестра, у каждого есть невестка, у каждого есть тетя, соседка по квартире, по площадке. Коллеги, так вы каждый подойдите так и спросите, посоветуйте, порекомендуйте. Вот это будет тогда помощь. Следующее, кольпоскопия. Кольпоскопия – это метод исследования тоже, который помогает в диагностике предраковых состояний шейки матки. Ну что кольпоскопия? При наличии специалистов, при наличии кольпоскопов недостаточно выполняется на местах она. Но тоже вот по этому вопросу мы работаем и уже запланировали, наверное, Елена Павловна, да? Мы осенью до Нового года, наверное, проведем цикл по кольпоскопии. Следующее. Ну и отсутствие контроля качества на преаналитическом этапе. И достаточно большое количество неинформативных мазков с неполноценным забором. Так, сильные стороны. Ну что, материально-техническая база у нас мощная. Цитологи у нас мощные. Жидкостная цитология у нас есть, и она работает. Уважаемые коллеги, 99% наших коллег желают учиться, работать и развиваться. Это я вижу, это молодые доктора, это акушерки. Спасибо вам. Следующее. Ну, я команде единомышленников тоже вот говорю, что да, есть такая прям вот кучка, которая работает с нами, которая прямо вот с нами всегда и ратует за здоровье наших родственниц. Коллеги, прежде чем приступать к лечению, буквально два слова, мы должны пролечить всегда. Я еще раз хочу сказать, L-сил, коллеги, не бойтесь, это не истинный предрак. Мы должны бояться хай-силов. L-сил, пожалуйста, полечите. Есть масса препаратов, пробиотик, который восстановит вам всю нормальную флору. Следующее, вот прямо у него шикарные лактобактерии, роутери и рамнов.
Следующее. Область применения девочки с 10 лет и взрослой женщины в течение месяца по одной капсуле 2 раза в день. Есть препарат азолы, прекрасный препарат золаин, вульвовагинальные кандидозы лечим. Готовить перед деструктивными методами обязательно. Следующее, я уже заканчиваю. В общем, в настоящее время проект продолжается. У нас ежеквартально подводятся итоги. И, в общем, сравниваются все показатели. И мы очень надеемся, что вот этот вот какой-то эффект у нас будет. И я все жду, в каком же году у нас снизятся цифры смертности и заболеваемости. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Спасибо, Татьяна Анжеловна. Следующий доклад. Убеева Елена Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, медицинский институт, особенности течения НКВИ у беременных. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам за возможность представить доклад на данную тему. Насчет актуальности, конечно, не приходится здесь лишний раз останавливаться и говорить, насколько нас сильно затронула даже на персональном уровне проблема коронавирусной инфекции. Но говоря о специфическом контингенте именно как раз беременных с новой коронавирусной инфекцией, мы понимаем, что прогнозы очень сильно зависят от сроков гестации. Как уже Марина Петровна нам сказала, очень сильно как раз стоимость лечения и успешность этого лечения зависит от того, насколько мы хорошо рано диагностируем, и мы, конечно, понимаем магнитуду серьезности осложнений, которые могут возникнуть при инфицировании коронавирусной инфекцией на поздних сроках, при возможном повышении в таких ситуациях рисках инфицирования плода ребенка уже. И мы понимаем, какие здесь риски и по мертвой рожденности, по самопроизвольным прерываниям беременности и так далее, так далее. Есть результаты исследований многочисленные, которые показывают как раз, что такие риски очень высоки, и как раз-таки перед родами эти риски, касающиеся самой новой коронавирусной инфекции, они максимальны. Насчет соматической составляющей у беременных понятно, что пропорционально ухудшается их состояние в зависимости от наличия всем нам понятных известных коморбидностей: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез и так далее, конечно же, поражение печени, которое для нас очень актуально в России. В связи с эпидемиологией вирусных гепатитов, токсических поражений, полипрагмазии, лекарственных нагрузок и так далее, так далее. Ну и какие же решения этой проблемы? Кроме статистических выкладок, мы получаем непосредственных статистических выкладок, мы получаем с такими исследованиями еще и возможные пути решения. И, конечно же, мы понимаем, что, безусловно, нужна здесь нам вакцинация. Так, результаты целого ряда исследований показывают, что как раз-таки вакцинация способствует даже наличие одной дозы вакцины в анамнезе. Ну, мы говорим здесь, конечно, в основном о векторных вакцинах или МРНК-вакцинах. Даже наличие одной дозы уже, естественно, пропорционально улучшает результат. Мы видим, насколько негативные результаты могут быть при отсутствии вакцинации. Мы видим, насколько они отличаются от беременности без коронавирусной инфекции, ну, в 2 раза, более чем в 2 раза даже, да, по негативным исходам. А некоторые исследователи пытаются нас обнадежить и писать более-менее оптимистично на тему того, что да, показатели самопроизвольных прерываний беременности имеются, они в 2 раза выше, чем при беременности без коронавирусной инфекции, но это все укладывается в понятие вот этой пресловутой растяжимой нормы. Но все-таки мы знаем, что все-таки это, конечно, совершенно особенный контингент, и надо здесь биться за каждую долю процента, мне кажется. Ну и плюс еще ремарка небольшая. Статистические выкладки эти, большинство из них касалось либо наших своих уже знакомых в доску вариантов коронавируса, которые распространялись изначально, да, не сильно изменившиеся от уханьского варианта, либо это касалось дельты, которая в свое время нам казалась очень сильно тяжелой клинически. Мы сейчас понимаем, что, конечно же, омикрон во всех отношениях дает дельте перекурить. Насчет опасности самой вакцины. Да? Бывают ситуации, когда женщина доходит уже... Мы, конечно, понимаем, что во всей литературе, в наших рекомендациях, вообще по общему здравому смыслу, common sense, мы понимаем, что нужно к беременности выходить с уже заранее имеющимися всеми вакцинами и ревакцинацией актуальной. Но если
так ситуация сложилась, что свои взгляды женщина еще не пересмотрела насчет отказа от вакцинации. Даже вакцинация во время беременности, самое главное, вот как раз к самым поздним срокам гестации выйти уже с поствакцинальным иммунитетом, даже если мы успеваем в сроки, там, начиная от 22-24 недель, приносят очень большие результаты с точки зрения предотвращения негативных исходов. Сильно здесь опять не останавливаемся. Ну и, да, собственно, варианты омикрона, различные гибридные варианты между BA1, BA2, которые очень часто будут сейчас выявляться. Мы сейчас уже начинаем выходить к очередному периоду подъема заболеваемости, связанным как раз с новыми вариантами, которые к нам скоро придут. В некоторых европейских странах, так же, как у нас еще этот период еще полностью не наступил, но Германия, например, Израиль, Чехия потихонечку начинает входить в этот период, уже сталкиваются в полной силе как раз вот с новым вариантом коронавируса. Насчет клинической картины с точки зрения диагностической, существенных различий статистических здесь от общей популяции нет. Понятно, что лихорадка будет встречаться даже с такой же частотой, как у небеременных пациентов. Ну, сообщают о несколько меньшей частоте встречаемости кашля, однако, смотрите, здесь все равно показывает, что у 70 пациентов он будет. Но, тем не менее, конечно, обращаем внимание на признаки общей интоксикации, лихорадку, миалгии, которые, естественно, будут здесь одними из самых ведущих жалоб, ну и анасмия, гипосмия, изменение вкуса. Насчет диагностики с точки зрения уже ведения пациентов. Мы понимаем, что очень важен мониторинг именно с акушерской точки зрения. Но, будучи инфекционистом, я даже не буду здесь сильно останавливаться. Конечно, мы знаем, что нужно ежедневно, если там, мы говорим о кардиотокограмме, да, чтобы хотя бы доступность была этой аппаратуры, да, и доплеровского мониторирования, естественно. Говоря о клинической оценке состояния с точки зрения визуализации, да, с точки зрения постановки диагноза, с точки зрения коррекции терапии при необходимости, мы понимаем, что нам нужны безопасные методы, как можно меньше лучевой нагрузки. И здесь, конечно, нашим запросам удовлетворяет УЗИ-метод. Сонография позволяет нам поставить диагноз, позволяет увидеть изменения не только в виде инфильтрации, уплотнения, но еще и изменения в виде особых артефактов, линий B, так называемых, да, у которых есть 7 критериев, опять не будем о них, видео это мы тоже пропустим, ничего страшного в этом нет, в рекомендациях во все есть. Рекомендации по ведению пациенток с беременных с коронавирусной инфекцией очень качественно отличаются от таковых для ведения обычных взрослых пациентов. Так что, конечно же, в этом плане нам повезло. Насчет вакцинации. Единственная имеющаяся у нас опция касательно того, что по критериям наличия клинических испытаний, это раз, и в принципе доступности, потому что на 2 вакцины, которые тоже у нас широко до этого использовались, Сипивак, Корона, сейчас ее называют Аврора Ков, по-моему, ребрендинг сделали, в котором, конечно, вакцина это нуждалась, но она нуждается еще и в доработке. И Ковивак, они просто не были закуплены Минздравом, начиная с начала этого года. Так что мы действительно здесь, к счастью, говорим в основном о гамковидваке, который показал свою безопасность, эффективность со всех сторон. Но если вам интересны другие вакцины, то что там есть слайд насчет дополнительной ревакцинации, если у вас будут какие-то вопросы и так далее, могу, конечно, вам материалы и так далее, ссылки на источники, на электронную почту отправить, чтобы сейчас время отнимать. Давайте немного про особенности фармакотерапии. Фармакотерапия в рекомендациях насчет этиотропной тоже все написано предельно, доказательно, основано на современных доказательствах, что нет особой необходимости у беременных пациентов гнаться прямо за противовирусной терапией с учетом потенциального низкого эффекта с точки зрения профилактики самых негативных исходов, малого влияния на продолжительность койко-дня и возможной лишней фармнагрузки. Однако имеются в этом плане кое-какие данные, хоть и разрозненные насчет применения ремдесивира, токсичности он не показал, широко использовался для лечения лихорадки Эбола, лихорадки Марбург в прошлые годы. Что точно нельзя использовать у беременных? Молнупиравир. Молнупиравир сразу на его запуске стало понятно, что он имеет, к сожалению, фетальную токсичность, поэтому его ни в коем случае использовать нельзя. В этом плане вирусологический фавипиравир очень сильно похож по механизму действия фармакодинетики. Возможно использование глюкокортикостероидов, но все мировые рекомендации и доказательные данные говорят именно о среднетерапевтических или низких дозах. Мы здесь не говорим про очень высокие дозы, там, да, 100 мг и больше и так далее. Доказательства есть про осторожный ЕМ.
Тоцилизумаб тоже у беременных использовался, накоплена большая база, более 600 случаев использования тоцилизумаба у беременных, никаких дополнительных побочных явлений по сравнению с небеременными пациентами не появляется. Большая часть этих данных получена в ревматологических исследованиях, но тем не менее это тоже для нас актуально. Антикоагулянты предпочтительно использование нефракционированных гепаринов, если речь идет о поздних сроках гестации и уже близком родоразрешении, чтобы, помня о акушерских осложнениях, часто в виде кровотечения. В остальном все как обычно, ноксапарин в силе, низкие дозы аспирина на любом сроке без проблем можно. ННТ, вот это вот как раз то, что не ввело противовирусные в наши клинические рекомендации из-за того, что вот ННТ, это тот показатель, показывает количество тех пациентов, которые должны получить тот или иной вариант терапии для того, чтобы эффект появился в одном случае. И вот пример. Тоцилизумаб показывает свой эффект в профилактике летальных исходов и необходимости использования механической инвазивной вентиляции, показатель 33. Это означает, что мы этот недешевый препарат должны применить у 33-34 пациентов, чтобы увидеть эффект у одного. В тех системах здравоохранения, где считают это допустимым, используют рутинно, у нас используют как раз вот в самых тяжелых клинических случаях. То же самое касается ремдесивира. ННТ 14, да, то есть пролечиваем 14 пациентов самым дорогим противовирусным препаратом, видим эффект у одного. Очень мало систем здравоохранения сейчас продолжают до сих пор держаться за ремдесивир с учетом вот этой вот низкой его эффективности. Но тем не менее мы понимаем, наше все это как раз патогенетическая терапия. Вот на патогенетическую терапию, динамический мониторинг, компенсацию возникающих как раз осложнений мы должны обращать самое большое внимание. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, мы можем на этом остановиться. Спасибо, Елена Александровна. Коллеги, большое всем спасибо. Конечно, но вам стоит еще потерпеть, еще один доклад. Я хочу приветствовать наших гостей из Иркутска. Это даже не гости, а наши спонсоры. Поэтому, уважаемые коллеги, потерпите. Надо поработать. Но я очень кратко постараюсь отработать свое время. Я должна сказать пару слов о доброкачественной дисплазии молочной железы. Доброкачественная дисплазия молочной железы является гормонзависимым заболеванием, где в основе патогенеза лежит хроническая гиперэстрогения. И эстрогены вызывают пролиферацию протокового альвеолярного эпителия и стромы, что в том числе приводит к обтурации протоков и формированию кист. Прогестерон, напротив, противодействует этим процессам, обеспечивает дифференцировку эпителия и прекращение метатической активности. Поэтому мы можем сказать, что те состояния, когда имеется дефицит прогестерона, они все, это наши гинекологические заболевания, и на сегодня это зона риска развития не только доброкачественной дисплазии молочной железы, но и рака молочной железы. Нам в помощь имеется препарат Прогестажель, это 1% трансдермальный прогестерон, и вы прекрасно знаете и, наверное, используете его. Эффективность препарата подтверждена клиническими и лабораторными данными. Местный путь назначения создает намного более высокую концентрацию прогестерона в ткани молочной железы, чем системный. И курс лечения рекомендуется не менее 3 месяцев. Прогестажель снижает число эстрогеновых рецепторов, подавляет пролиферацию и регулирует дифференцировку созревания клеток молочных желез, тормозит циклическую секрецию гонадотропинов, активирует ферменты, обеспечивающие переход эстрадиола в менее активные формы. Прогестерон в составе прогестажеля блокирует рецепторы пролактина, что также в патогенезе очень важно, в ткани молочной железы, снижает проницаемость капилляров и таким образом уменьшает отек тканей и интенсивность масталгии. Очень кратко также это по нашим клиническим протоколам. На сегодня мы знаем, что вышел новый клинический протокол, клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации по бактериальному вагинозу
2022 года. Что же поменялось по сравнению с 2015 годом? Включен в клинические рекомендации лактоженаль. Лактобактерии рекомендованы в целях профилактики рецидива бактериального вагиноза после проведения терапии, применения антисептиков, противомикробных препаратов для лечения гинекологических заболеваний. Рекомендованы именно лактобактерии. Лактоженаль включен в клинический протокол МАРС, прегравидарная подготовка. Для предупреждения рецидивов кандидозного вульвовагинита рекомендована двухэтапная тактика лечения. Доказано значительное снижение риска рецидивов кандидозного вульвовагинита при дотации пробиотиков, содержащих лактобактерии лактоженаль. Протоколом рекомендовано применение по одной капсуле в течение 14 дней при баквагинозе или 2 раза в день в течение 7 дней, в том числе и у беременных женщин. Также позволю себе напомнить о клинических рекомендациях урогенитальной трихомониаз. Рекомендации включают применение препарата дозолик леди. Вообще мы знаем, есть препарат дозолик, и вот сейчас еще имеется новая форма, это дозолик леди. Рекомендован для лечения неспецифического вагинита, урогенитального трихомониаза, санация влагалища перед гинекологическими операциями, используется 1 раз в день. Дозолик, напомню вам, рекомендован для лечения трихомониаза, профилактики анаэробной инфекции при операциях на толстой кишке и при гинекологических вмешательствах. Преимущество дозолика вы видите на представленном слайде. Имеется высокая биодоступность, превосходит орнидозол по безопасности, имеется низкая резистентность к орнидозолу, к дозолику, имеется лучшая субъективная переносимость и меньшее число рецидивов. Рекомендуется применять его по 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней. Время достижения максимальной концентрации – это 3 часа. Орнидозол не ингибирует ацетальдегидрогеназу и не является поэтому несовместимым с алкоголем. Побочного действия практически нет, вы видите, все минусы стоят, да? Для санации влагалища перед гинекологическими операциями рекомендовано по одной вагинальной таблетке, это 500 мг ежедневно в течение 6 дней. При неспецифическом вагините интравагинально по одной вагинальной таблетке по 500 мг перед сном 6-7 дней. Дозолик леди имеет определенные преимущества перед комбинированными препаратами, вагинальные формы. Ну и еще потерпите, пожалуйста, про контрацепцию 2 слова. Мы с вами помним прекрасно, да, что у нас есть контрацептивы различные, лекцию сейчас читать не буду. И лучший аборт – это аборт предотвращенный, профилактика абортов, мы говорим, профилактика прерывания беременности. Гормональная контрацепция, а именно комбинированные оральные контрацептивы, это один из самых надежных методов и популярных методов для предотвращения нежелательной беременности во всем мире. Напомню вам, что гормональная контрацепция, механизм действия тройной, на представленном слайде он есть. Имеется такой препарат ТЛС, да, тоже мы давно знаем, это низкодозированный программа этинилострадиола, что, в общем-то, дает свои преимущества по сравнению с теми препаратами, которые могут давать нарушение менструального цикла, мазню межменструальную. Здесь же препарат стабилен, и он содержит дросперинон 3 мг. Дросперинон обладает антиадипогенным действием, ингибирует дифференцировку преадипоцитов зрелой, не влияя на адиполиз. Благодаря антиминералокортикоидной активности дросперинон оказывает положительное влияние на состав тела. На фоне применения этого препарата отмечается положительная динамика показателей липидного профиля, отмечается положительная динамика показателей менструальной функции, положительная динамика интенсивности кровотечения, достоверное уменьшение проявлений симптомов задержки жидкости к 6-му месяцу применения. Также препарат дает позитивное влияние на психологическое состояние женщин, на показатели сексуальной функции, улучшает состояние кожи, что также дает повышение уверенности в себе нашей пациентки и благотворно влияет на сексуальную активность. Для кого ДЛС? Это женщина 25-40 лет, нуждающаяся в контрацепции, имеющая склонность к увеличению массы тела,
желающие иметь здоровую и подтянутую кожу, возможно, имеющие нарушение менструального цикла, симптомы ПМС, синдром поликистозных яичников, без противопоказаний к применению комбинированных гормональных контрацептивов. Делси производится с использованием европейской субстанции, ну и Делси и Ирина являются биоэквивалентами. Делси мы можем применять не только в плановой контрацепции. Я напомню вам, что применение необходимо после прерывания беременности, аборта, а также при реабилитации после выкидыша на раннем сроке. На этом моя информация как бы очень краткая, я прошу прощения, но мы с вами очень задержались по времени, да, регламент превышен намного. Я приглашаю вас на учебу, на конференции, уже в более полноценном формате. Мы можем уже не собирать вместе педиатров, да, и акушеров-гинекологов, отдельно акушеры-гинекологи, отдельно педиатры. Пожалуйста, ждем вас всех на курсах повышения квалификации. Заявки можете мне отправлять, мы будем проводить учебу, а также можем любые конференции провести. На сегодня, подводя итоги конференции, хочу поблагодарить всех за терпение, за интерес проявленный, за помощь в организации проведения конференции. Вот такой обмен опытом, да, наших специалистов, специалистов различного профиля, а также специалистов внутри страны. Ну или что сегодня мы услышали хорошую, большую, такую интересную информацию от специалистов другой страны. Это, конечно, очень важно и нужно. Ну и кроме того, нашим врачам, замученным, уставшим, наверное, стоит иногда выходить вот так вот в люди, да, чтобы для себя как-то вот энтузиазм свой вот поддержать и интерес к жизни. Наверное, это тоже очень важно. В общем, всех я вас благодарю. Пожелаю вам крепчайшего здоровья, прекрасной работоспособности, чего еще? Счастья, материального, благополучия. До новых встреч!